Добрый день, Ранис Раисович, Рима Аскаровна, уважаемые участники нашей международной научно-практической онлайн-конференции «Библиотека для слепых в структуре межкультурного взаимодействия народов России». Итак, начинаем нашу конференцию. У нас сегодня очень большая география, очень много участников. Насыщенная программа у нас, она вся в презентациях, в докладах, в сообщениях, в видеоприветствиях. Поэтому регламент, уважаемые участники, 5-8 минут. И начинаем мы нашу конференцию с приветственного слова Алтынбаева Раниса Раисовича, заместителя министра культуры Республики Башкортостан и кандидата филологических наук. Hürmetli dostlar, hürmetli kollegalar, barıgıdıla Başkırstan'ın baş qalası. Mikrofon. Hayırlı gün, hürmetli dostlar, hürmetli kollegalar, barıgıdıla Başkırstan'ın baş qalası Üfünen, Başkırstan'dan sizi selamlayım. Başкортостан Республикасы Мәдәният Министрлыгы исеменән. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Я очень рад приветствовать со столицы Республики Башкортостан, города Уфы. Казахстан, саламатсызбы. У нас есть это международное участие. От имени Министерства культуры Республики Башкортостан приветствую участников, организаторов и гостей международного научно-практической конференции «Библиотека для слепых. Структуры межкультурного взаимодействия народов России». Конференция является ярким событием в культурной жизни Республики Башкортостан и ее определение роли и места специальных библиотек в культурном пространстве региона. Тема конференции очень актуальна, так как именно специальная библиотека для незрящих и слабовидящих пользователей открывает читателю, физически ограниченному и окружающей действительности, этнические многообразие культур, народов и национальностей мира. Уверен, что профессиональный диалог, который состоится в рамках конференции, будет способствовать укреплению международных и межрегиональных партнерств, связей с государственными и общественными организациями, работающими со слепыми и слабовидящими, корпоративное взаимодействие в области обмена информационными ресурсами. Желаю плодотворной работы и взаимное обогащение новыми идеями, творческие поиски и достижения. Уважаемые коллеги, действительно, вот эта конференция мы проводим в онлайн-режиме с нашего главного здания Конгресс-холл Республики Башкортостан. Я думаю, эта конференция послужит именно учению нашей работы. И в дальнейшем, думаю, что вот эти конференции мы будем еще расширять и продолжать. И в завершение хочу поблагодарить участников конференции, Айгуль Рафаэльну, это модератор нашей конференции, а также заместителя декана по учебной части, доцента кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы, Риму Аскаровну Гульмиянову. И хочу поблагодарить и с благодарственным письмом нашей Министерству культуры Республики Башкортостан за вклад в развитие библиотечного дела в Республике Башкортостан. Спасибо, Ранис Раисович, за теплые слова, за теплые приветствия. Следующее приветственное слово у нас за Захаровой Еленой Васильевной. Это директор нашей главной Российской государственной библиотеки для слепых, кандидат педагогических наук с Москвы. Елена Васильевна, ждем вашего подключения. А я подключилась. Меня слышно, надеюсь? Да, вас слышно. Очень хорошо. Добрый день, коллеги, еще раз. Я очень рада, что у нас конференция состоялась все-таки, несмотря ни на какие преграды эпидемиологические и прочие, пусть в онлайн-режиме, но тем не менее у нас есть возможность общаться и обмениваться новостями, обмениваться нашими наработками. В первую очередь я бы хотела все-таки поздравить нашу замечательную Башкирскую республиканскую библиотеку для слепых с ее 85-летием. Конечно, возраст солидный, но я бы сказала, что и достижения не маленькие, потому что многолетний труд нескольких поколений библиотекарей привел к тому, что сегодня эта библиотека заработала весомый и заслуженный авторитет
в республике, и как методический центр по работе с инвалидами всех категорий, и как организатор интегрированного обслуживания инвалидов на своей территории, и вообще формирование инклюзивной среды. Библиотека очень активно развивается, и, я бы сказала, ну, в общем-то, очень хорошо осваивает проектную деятельность. Например, мы регулярно поддерживаем проекты библиотеки, в первую очередь потому, что они нацелены на совершенствование жизни людей с нарушением зрения и другими какими-то ограничениями, поскольку это как бы стимул для их развития и реализации их творческих возможностей. Библиотека, я бы сказала, стала инициатором создания мультикультурных и мультиязыковых книг. И это как бы еще раз подтверждение того, что, как мы пишем обычно в наших письмах поддержки, что проекты библиотеки имеют влияние на работу сети библиотек. Эта тенденция была, как бы, теперь это стало тенденцией, то есть эта инициатива была подхвачена и на сегодняшний день получила свое развитие. Ну, конечно, есть такое устойчивое выражение, что библиотека – хранитель памяти, и это действительно так. А наши библиотеки для слепых, они хранители памяти вот той особой нашей культуры, которая формируется в интересах незрячих, самими незрячими и для них. Нужно сказать, что, причем вот в нашем конкретном случае, когда мы говорим о том, что, да, библиотека собирает память, она собирает запечатленные какие-то фрагменты памяти, и мы обычно говорим, ну, принято считать, что есть некие официальные культуры, которые находят отражение в библиотечных фондах. Но сегодня библиотека поистине становится центром межкультурного взаимодействия. Это та площадка, на которой собираются люди независимо от национальностей, вероисповеданий, каких-то особенностей здоровья культурных или иных, и находят возможность здесь вступить в диалог и каждому как бы реализовать свои возможности. Причем наши библиотеки для слепых не просто хранители вот этой памяти и запечатленной культуры, но они очень часто становятся и таким стимулом для развития, для формирования этой особой субкультуры. Как? Вот теми мероприятиями, которые они проводят, встречами с интересными людьми, и хорошо известны клубы, творческие лаборатории, объединения, выставки достижений наших читателей, наших пользователей. Это все стимулирует развитие той особой культуры, которая находит в дальнейшем отражение и в наших фондах. Ну, что далеко ходить, даже если говорить о брайлевской грамотности. Мы в первую очередь всегда говорим, что наши библиотеки – держатели экземпляров в специальных форматах для слепых. Так вот, рельефно-точечный шрифт Брайля, который на сегодняшний день у нас разработан применительно к 9 языковым группам Российской Федерации, как правило, инициаторами, организаторами и часто участниками этих работ выступают именно сотрудники библиотек. Точно так же это было как бы и в Республике Башкортостан. И я думаю, что это очень ценный такой фактор, ценный фактор, причем потом в дальнейшем и кто производит эти издания? Конечно, наши библиотеки, библиотеки для слепых. Нет, как правило, других издающих организаций, ну вот, допустим, Китап там брались какое-то время за выпуск литературы, но тем не менее, все-таки в большинстве случаев именно библиотека является и тем центром, который воспроизводит издание в рельефно-точечном национальном шрифте. И мне кажется, что это хороший путь, хорошие перспективы и для развития, для взаимодействия, для расширения таких, как вам сказать, и межкультурных связей, и межсекторных связей. У библиотек, и в частности у Башкирской библиотеки, много партнеров, которые также включаются в эту работу и способствуют и формированию, и сохранению той самой памяти и национальной, и межкультурной. Конечно, мы желаем большого успеха конференции, мы желаем больших удач самой Башкирской республиканской библиотеке для слепых, всему коллективу. Я абсолютно уверена, что конференция пройдет успешно, судя по программе, по тому количеству участников и тем интересным поворотам темы, которые сегодня взяты. Ведь, конечно, межкультурное взаимодействие – это проблема не только национальных образований, естественно. У нас такая многонациональная страна, что это касается фактически любого региона, где проживают наши незрячие.
Большого успеха вам, коллеги. Большое спасибо за возможность выступить и хоть немножко вот стать соучастником вашего события. Всего вам доброго, но не прощаемся. Не прощаемся. Спасибо, Елена Васильевна. Слово такое еще сказали, соучастник. Вы наша старшая сестра, библиотека, и вы. Всегда чувствуем вашу поддержку, и как методический центр, и как люди, наши единомышленники, коллеги. Спасибо большое, Елена Васильевна. Продолжим нашу конференцию. Следующий наш доклад. Доклад Гельмяновой Римы Оскаровны, заместитель декана по учебной работе, доцент кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы, кандидат исторических наук. Доклад «Место специальных библиотек в формировании культурной идентичности людей с ограничениями в жизнедеятельности». Пожалуйста, Рима Оскаровна. Добрый день всем присутствующим. Я очень рада участвовать сегодня в нашей конференции, которая посвящена проблемам межкультурного взаимодействия и роли специальных библиотек в организации этого межвзаимодействия. Тема моего выступления посвящена культурной идентичности. Почему именно эта тема выбрана была в качестве темы доклада? Потому что культурная идентичность – это то явление, которое сопровождает человека на протяжении всей нашей жизни. И поэтому очень важно, чтобы у человека была сформирована позитивная культурная идентичность. И сегодня мы постараемся рассмотреть, какова же роль библиотек и особенно специальных библиотек в формировании культурной идентичности людей с ограниченными возможностями здоровья. Итак, давайте начнем разбираться, что же собой представляет культурная идентичность, каковы функции культурной идентичности, как происходит формирование культурной идентичности и как библиотеки сегодня обеспечивают формирование культурной идентичности людей, особенно с ограниченными возможностями. Мы говорим о том, что вот понятие культурная идентичность – это понятие, используемое в очень многих дисциплинах научных. Понятие идентичность применяется в психологии, оно применяется в этнологии, в культурологии, социальной антропологии. Мы же сегодня, как я уже повторюсь, рассматриваем возможности библиотек формирования культурной идентичности. И начнем с определения этого понятия. Что же собой представляет культурная идентичность? Под культурной идентичностью мы понимаем осознание человеком своей принадлежности к какой-то определенной группе, которая дает ему возможность определить свое место в социокультурном пространстве и тем самым обеспечивает свободную ориентацию в этом пространстве, в социуме. Почему необходимо формирование культурной идентичности? Это необходимо, потому что человек не может жить один, он включен в социум, и культурная идентичность помогает ему понять, а каково же его место в этом социуме. И именно через взаимодействие с другими людьми, именно понимая, как он может соотноситься с какими-то определенными группами, человек и определяет свое место в социуме. Для того, чтобы человек определил свою культурную идентичность, надо, чтобы он принял определенные нормы, определенные правила, определенные ценностные установки, которые приняты в той или иной социальной группе. И он должен принять определенные средства общения, которые приняты в этой социальной группе, которые приняты у окружающих его людей. И вот усвоение всех этих проявлений социальной жизни группы придает жизни человека определенный, упорядоченный уже и предсказуемый характер, поэтому делает его причастным к определенной культуре. Поэтому суть культурной идентичности мы можем определить
как осознанное принятие человеком соответствующих культурных норм, образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, понимание своего «я» с позиции тех культурных характеристик, которые приняты в данном обществе, в самоотождествление себя с культурными образцами именно этого общества. Идентичность всегда выступает продуктом коммуникации, и формируется она именно через процессы коммуникации, то есть через процессы самоидентификации и идентификации себя с другими. Какие же функции выполняет культурная идентичность? Первая функция – это когнитивная функция, то есть это формирование каких-то определенных конкретных знаний индивида о себе как члене какой-то определенной общности, сообщества и осознание особенностей этого сообщества. Вторая функция – это аксиологическая функция. То есть это развитие определенных ценностных представлений о себе, о ценностях той группы, с которой себя самоотождествляет этот человек. Аффективная функция – это оценка значимости человека в определенной группе. То есть какое место он занимает в этой группе. И, наконец, защитная функция, которая присутствует у культурной идентичности, это уже упорядочение социально-культурного опыта как реакция на дестабилизирующую социальную среду. И поэтому мы говорим, что культурная идентичность, она всегда оказывает определенное, определяющее даже влияние на процесс межкультурной коммуникации. По мнению ученых, которые занимаются проблемами формирования культурной идентичности, культурная идентичность – это всегда совокупность именно устойчивых качеств, благодаря которым те или иные явления вызывают у человека или положительную реакцию, или отрицательную реакцию, или симпатию, или антипатию. В зависимости от того, что мы выбираем, соответственно, и тип общения, и манеру общения, и форму общения с другими людьми. И вот с понятием культурная идентичность связаны еще два понятия. Это понятие «чужой» и «свой». Вот когда мы начинаем говорить о понятии «чужой» и применять к нему определенные семантические характеристики, то мы можем сказать, что понятие «чужой» имеет, конечно, несколько смысловых значений. Чужой как нездешний, иностранный, находящийся за границами родной культуры. Чужой как что-то странное, необычное, которое контрастирует с обычным и привычным окружением. Чужой как незнакомый, неизвестный и недоступный для понимания. И вот я хотела бы акцентировать внимание именно на этом понимании слова «чужой». Незнакомое, неизвестное, недоступное для понимания. И потому что это очень важно, особенно для людей с ограниченными возможностями, когда человек находится иногда в достаточно замкнутом пространстве, и вот то, что уже знакомо для него, это воспринимаемо, а то, что незнакомо, непонятно, это отторгается зачастую. И еще есть одно утверждение, один тезис, который активно обсуждается сегодня, то, что культурная идентичность сегодня – это не явление, не являющееся абсолютно консервативным. То есть культурная идентичность – это явление пластичное, которое сопровождает человека на протяжении всей его жизни. То есть на протяжении всей своей жизни человек может менять те группы социальные, с которыми он себя соотносит, и расширять тем самым рамки своего социокультурного пространства. Поэтому мы можем говорить о различных видах культурной идентичности. Это идентичность профессиональная, это идентичность этническая, региональная, политическая, конфессиональная, национальная. Вспомним известные слова Мустая Карима: «Не русский я, но россиянин».
это вот как раз проявление нашей национальной или государственной идентичности. И вот эта иерархия идентичности в сознании индивида, она не является окончательной и может меняться на протяжении всей своей жизни. Поэтому путь формирования идентичности мы можем рассматривать как последовательное освоение пространств. Сначала личное пространство, вот мое собственное внутреннее пространство. Пространство дома – это родные, близкие, семья, друзья. Это пространство уже дома более в широком понимании. Это населенный пункт, это страна, в которой я живу. И, наконец, пространство как мир, социум, всеобщее пространство. И поэтому, знакомясь с пространствами, человек наделяет эти пространства теми характеристиками, которые являются для него ценностными. И вот в этом отношении книга и библиотека являются очень важными социокультурными институтами, обеспечивающими именно освоение пространств и формирование культурной идентичности. Потому что человек всегда стремится определенным образом выстроить для себя картину мира. И книга в любом своем проявлении, рукописная книга, печатная книга, электронная книга, видеокнига, аудиокнига, она способствует как раз обретению тех культурных смыслов, которые становятся значимыми для данного индивида и тем самым способствуют его формированию культурной идентичности. И вот в этом плане очень важна роль именно специальных библиотек как тех социальных институтов, которые способствуют интеграции человека с ограниченными возможностями здоровья в социокультурное пространство, в ближнее социокультурное пространство, в дальнее социокультурное пространство. Потому что библиотека – это не только хранитель памяти, по образному выражению Бернарда Шоу, это именно генератор культурных смыслов, тех смыслов, которые человек осваивает, и эти смыслы становятся личностно значимыми для него. Поэтому через обеспечение доступа к культурным ресурсам, через читательские и другие коммуникативные практики происходит формирование культурной идентичности. И в заключение я хотела бы сказать, что вот сегодня, когда я просматривала материалы, в руках у меня вот как раз книга «Специальная библиотека в формате нового времени», я увидела, как много новых коммуникативных практик появились за последние годы у нашей Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Это и клуб «Надежда», который рассчитан на слепо-глухонемых. Это и создание тактильных книг, и книг в других форматах. Это и те коммуникативные практики, которые обеспечивают именно формирование в человеке определенных положительных культурных смыслов, значимых для него, и тем самым способствует формированию его культурной идентичности. Спасибо. Спасибо большое, Рима Аскаровна, за такой научный подход. Ваш доклад тем и ценен. Мы, практики, работаем, отдаем свой библиотечный долг, информационный долг своим пользователям, а вы именно в своем докладе подчеркнули те научные моменты, ценные моменты нашей работы, которые иногда у нас просто упускаются. Спасибо большое, Рима Аскаровна. Уважаемые коллеги, следующий доклад мой. Формирование, консервация и диссеминация библиотечных фондов, составляющих национально-культурное достояние народов России, Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина. Башкортостан – это один из тех регионов России, где можно увидеть большое разнообразие культур, познакомиться с искусством, обычаями и традициями различных народов.
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина 85 лет является навигатором в море информации для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, является лидером издания адаптированной краеведческой и башкирской литературой и, наконец, незаменимым культурно-досуговым, социальным, реабилитационным центром для любителей книги и чтения. Являясь единственным издателем книг различных форматов на башкирском языке для незрячих и слабовидящих пользователей, наша библиотека проводит планомерную поэтапную работу по озвучиванию башкирской литературы и изданию книг шрифтом Брайля. Башкортостан – многонациональный край, где проживают представители более 160 народностей. В условиях политического региона наша библиотека, ее 3 филиала в городах Белебей, Белорецк, Стерлитамак, 50 библиотечных пунктов, опираясь на все имеющиеся доступные для незрячих и слабовидящих средства, обеспечивают данной категории пользователей, которых, кстати, у нас насчитывается около 5000, интеллектуальную и виртуальную доступность к культуре народов, проживающих в республике. Именно специальная библиотека открывает своему читателю, физически ограниченному в визуальном познании окружающей действительности, не только научные формулы, энциклопедические знания, но и этнические многообразие мира, мозаичность культурных смыслов, населяющих район, город, регион, страну народов и национальностей. Также знакомит с национальной литературой, великими поэтами, писателями, знаковыми личностями, известными учеными и знаменитыми людьми, вписавшими свое имя в биографию своего народа, историю конкретного этноса и многонациональную отечественную культуру. Выпуском брайлевских изданий занимаются многие специализированные издательства, но они выпускают лишь небольшую часть книжного потока и без учета краеведческого направления регионов. Поэтому наша республиканская библиотека развивает собственную издательскую деятельность по выпуску произведений, которые просто необходимы нашей читательской аудитории, именно Башкортостана, с учетом преодоления языкового барьера в доступности информации. Начало организации тифлоизданий относится к 1992 году, когда библиотека централизованно получила оборудование и приступила к выпуску брайлевских книг, в первую очередь на башкирском языке, в основу изданий которых был положен башкирский алфавит по чтению и письму по системе Брайля для незрячих, который был разработан нашим незрячим читателем библиотеки Макаримом Хусаиновичем Тухватшиным, чье имя мы в этом году, 8 апреля, указом главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова получили. Основным ресурсом библиотеки являются фонды. Чтобы незрячий человек смог получить доступную информацию в нужном объеме на интересующем его языке, библиотека располагает специальными фондами для незрячих на различных видах носителей в количестве около 300 тысяч брайлевских книг укрупненным шрифтом, говорящими книгами на кассетах, компакт-дисках и флеш-картах. Для формирования, консервации и диссеминации библиотечного фонда наша библиотека использует библиотечные технологии как традиционные, так и инновационные. Представляем вашему вниманию один из форматов нашей деятельности – это грантовые проекты. В 2019 году мы выиграли грант главы Республики Башкортостан «Родной земли многоголосия» – мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов Республики Башкортостан, который был направлен на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов республики. Данный проект способствует поддержке коренных языков с помощью создания более широкого спектра услуг с использованием языковых, информационных и коммуникационных технологий. Основная идея проекта – обеспечение незрячих и слабовидящих пользователей беспрепятственным доступом к информационным ресурсам, которые составляют национальные культурные достояния народов России в доступных для незрячих форматах. Правительство республики направляет свои усилия на сохранение традиций и обычаев, развитие языка и культуры каждого народа, который проживает в Республике Башкортостан. В рамках государственной программы сохранения и развития языков народов республики в целях улучшения организации информационно-библиотечного обслуживания этнических групп, которые проживают, и в целях методического обеспечения данного направления
С 2001 года в Республике Башкортостан успешно функционирует 8 базовых библиотек по обслуживанию марийского, белорусского, латышского, украинского, мордовского, удмуртского, чувашского и татарского населений. Базовой библиотекой по информационному библиотечному обслуживанию башкирского населения является наша головная библиотека национальная имени Ахмед Заки Валиди Республики Башкортостан. В каждой из 8 вышеназванных базовых библиотек открыты секторы по организации обслуживания населения конкретной этнической группы. Но для незрячих пользователей практически отсутствует возможность прочитать книгу на родном языке, а также получить информацию в доступной для незрячих форме об истории и традиции своего народа. Данный проект, презентацию которой вы видели уже в начале моего доклада, позволил вывести издательскую деятельность на новый уровень, установил дополнительные связи незрячего человека с картиной мира зрячих, будет способствовать формированию межэтнической толерантности и консолидации межэтнических отношений в республике. В ходе реализации проекта был сформирован фонд говорящих книг на языках народов, проживающих в Республике Башкортостан. Аудиокниги были приобретены из разных источников и записаны дикторами на русском и башкирском языках в студии звукозаписи нашей библиотеки. Говорящие книги записаны на флеш-карты в специальном формате ЛКФ с криптозащитой, которые можно прослушать на тифлофлеш-плеерах. И также изданы рельефно-графические пособия об 10 этнических группах. Это тюркская группа, башкиры, татары, чуваши, славянская группа, украинцы, белорусы, финно-угорская группа, марийцы, мордва, удмурты и балтийская группа латыши. Все эти народности, еще раз повторяю, проживают у нас в республике. Информация в рельефно-графических пособиях основана на географическом, историко-культурологическом, этнографическом, социально-экономическом материале о народе. В рельефной графике представлены орнаменты, национальные костюмы, национальные блюда, предметы обихода, украшения народов, проживающих в республике. Для оформления рельефно-графических пособий, а именно рельефно-графических рисунков, нашли партнеры, художники. Ими стали студенты художественно-графического факультета БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Для того, чтобы их нарисовать, студенты изучили экспонаты этнографического отдела Национального музея Республики Башкортостан. И по мотивам этих экспонатов были подготовлены изображения для пособий. Каждому изданию приложены 3-4 цветных графических иллюстраций. И когда мы уже презентовали эти наши книги, на заключительном этапе мероприятия присутствовали представители 8 базовых библиотек по обслуживанию этнических групп. Перечислять их все не буду, выше уже указывала районы. И в теплой, дружественной атмосфере прошла церемония передачи аудиокниг и рельефно-графических пособий для наших читателей, которые имеют ограничения по зрению. Данный проект позволяет установить дополнительные связи незрячего человека с картиной мира зрячих людей, способствует формированию межэтнической толерантности и консолидации межэтнических отношений в республике. В заключение хочется подчеркнуть, что наша Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Туфатшина достойно в течение 85 лет и сегодня решает такие задачи, как поддержка чтения, продвижение национальной литературы специальных форматов, формирование культуры межнационального общения и толерантного сознания народов, проживающих на территории России и Башкортостана, преодоление информационной и социальной изолированности и повышение качества жизни незрячих людей с помощью современных информационных технологий и средств, популяризация чтения о культуре народов Башкортостана, произведений писателей-классиков на языках народов республики, в формате, доступном для незрячих, привлечение новых пользователей. Спасибо за внимание. И следующий наш доклад – это доклад «Глобальный книжный сервис АБС». Выступает на нашей конференции Имомов Парвиз Саидович. Он является нашим земляком, стажером Всемирной организации интеллектуальной собственности и представляет он Женеву, Швейцария. Парвиз Саидович, вам слово. Спасибо большое, Айгуль Рафаиловна, за предоставленное слово.
У меня на самом деле презентация, не знаю, могу ли я поделиться слайдами или так выступить? Да, можете поделиться. Демонстрацию экрана нажимаете и через Я свой нажимаю. компьютер показываете слайды, да? Я пытаюсь, но мне почему-то не получается. Мне кажется, организаторы должны дать мне разрешение на это. Сейчас попробуем. Но обычно по Zoom, когда мы выступаем, у нас каждый участник конференции, он является модератором. То есть у вас есть все полные права и презентацию показать, и с докладом выступить. Наверное, видимо, организатор должен сделать меня модератором, чтобы я поделился экраном. Но неважно, давайте тогда я так выступлю. Презентацию можем позже разослать участникам. Тогда. Если вы нам пришлете презентацию, мы обязательно разошлем по участникам. Хорошо. Я уже прислал, есть организаторы. Уважаемый Ранис Раисович, уважаемые коллеги, позвольте, конечно, вначале поздравить Республиканскую башкирскую библиотеку для слепых с юбилеем и пожелать им всяческих успехов. Сегодня я буду рассказывать про деятельность нашего консорциума доступных книг ABC. Консорциум доступных книг – это государственно-частное партнерство под руководством Всемирной организации интеллектуальной собственности. Всемирная организация интеллектуальной собственности ВАИС – это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. Участниками нашего консорциума являются такие глобальные организации, как консорциум DAISY, Международный авторский форум, Всемирный союз слепых и так далее. Примерно в мире, по отчетам Всемирной организации здравоохранения, насчитывается порядка 253 миллиона человек, которые страдают нарушениями зрения. И по подсчетам Всемирного союза слепых, менее 10% из этого населения имеют доступ к опубликованным произведениям. И 90% из них живут в развивающихся странах. Марракешский договор был учрежден для достижения цели... консорциум доступных книг был учрежден для достижения целей Марракешского договора. На сегодняшний день в рамках Марракешского договора принимают участие 72 участников из 99 стран мира. И Европейский Союз считается как единый блок, поэтому у нас здесь такая статистика. Поскольку страны Европейского Союза вступили в договор как единый блок. Глобальный книжный сервис ABC – это онлайновый каталог книг в доступных форматах. Участники сервиса – это библиотеки или уполномоченные органы. Определение по уполномоченным органам с определением можно ознакомиться в тексте Марракешского договора. Это в основном те институты или те организации, которые обслуживают лиц с нарушением зрения или иными ограничениями. Сервис наш позволяет искать, запрашивать и предоставлять книги в доступном формате по всему миру. Здесь очень важно отметить пару слов про трансграничный обмен. Трансграничный обмен книгами между библиотеками происходит в основном в двух случаях. Первое – это когда две библиотеки, которые участвуют в этом обмене, представляют те страны, которые ратифицировали и имплементировали Марракешский договор. В этом случае отпадает необходимость получения разрешения от правообладателей, в чем и заключается вся суть Марракешского договора. Во втором случае это когда две библиотеки, которые принимают в трансграничном обмене произведениями, одна из библиотек представляет страну, которая либо не ратифицировала, либо не имплементировала положение Марракешского договора. В этом случае, согласно тексту Марракеша,
необходимо получить разрешение от правообладателей, и в данной ситуации наша команда, специализированная команда, которая работает по получению разрешения от правообладателей, вступает в процесс получения разрешения. И в такой ситуации уходит несколько дней, и создается некий барьер. Но в любом случае страны или библиотеки, которые представляют те страны, которые либо не ратифицировали, либо не имплементировали это соглашение, они могут вполне принять участие в нашем консорциуме. На сегодняшний день у нас 91 уполномоченных органов, которые присоединились в наш консорциум, и в наличии у нас имеется порядка 640 тысяч произведений в 80 языках мира. Из этих 600 тысяч, 585 тысяч книг, они в наличии для библиотек, которые представляют страны, которые ратифицировали и имплементировали соглашение Марракеш без разрешения от правообладателей. С Россией у нас с нами сотрудничает Российская государственная библиотека для слепых. С ними мы сейчас находимся на финальной стадии интеграции каталога. Мы очень им благодарны. Они нам, несмотря на некоторые трудности, они нам предоставили каталог в размере 1000 книг. И скоро увеличится, естественно, наш каталог ABC на русском языке. А также к нам присоединилась Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых. Они были, как сказать, они были чемпионами среди стран СНГ и библиотек, которые первыми вступили в наши ряды. Недавно вступили еще у нас библиотеки с Кыргызстана, с Молдовы и с Таджикистана. То есть идет некая активность среди стран СНГ. И в дальнейшем мы рассчитываем на все больше участников с нашего региона. Несколько слов про преимущества нашего сервиса. Во-первых, что очень важно отметить, что наш сервис, он абсолютно бесплатный. Данный сервис обеспечивает безопасный режим обмена цифровыми файлами, доступность книг в разных языках в одном и тот же каталоге, и один контракт для получения доступа к сервису и принятия участия в нашем консорциуме. Языки. На первом месте у нас в сервисе книги на английском языке, порядка 156 тысяч. Далее идет французский, шведский, нидерландский, испанский, датский, корейский, немецкий и так далее. К большому очень сожалению, русский язык на сегодняшний день у нас насчитывает всего лишь 678 книг. Этими книгами поделились всего несколько библиотек, в том числе Санкт-Петербургские. Вот, как я уже упомянул, Московская библиотека, скоро мы с ними завершим интеграцию и добавится каталог русского языка еще на 1000 книг. Основные форматы в сервисе это DAISY Audio, DAISY Text, Braille Contracted, DAISY Audio with Text, MP3 файлы, Braille Uncontracted, Braille Music, EPUB и так далее. В целом, вот это была краткая презентация про наш консорциум. Что я могу добавить? Консорциум доступных книг ABC открыт для всех участников, и мы рады видеть все больше участников из нашего региона, из стран СНГ. Мы будем очень рады им помочь в процессе подписания соглашения с ABC и, естественно, предоставления доступа. В завершение еще хотел отметить, что я глубоко убежден, что
наш консорциум может послужить неким образом и играть очень значимую роль во взаимодействии народов не только России, но и стран региона. Желаю всем участникам успехов и спасибо большое еще раз за предоставленную возможность рассказать про деятельность нашего консорциума. Спасибо большое. Парвиз Саидович, вам спасибо. Действительно, очень значительная такая база, значительная работа делается, и обязательно мы будем все сотрудничать, как вы уже подчеркнули, не только Россия, но и страны СНГ, потому что в первую очередь это необходимо для нашей категории читателей. Мы здесь, сколько бы ни говорили, да, какие бы международные конференции ни проводили, обязательно должен быть, по-банальному говоря, выхлоп, и этот выхлоп – результат, когда у читателя ему доступная информация будет любая. Поэтому на реализацию этих целей будем вместе работать. Спасибо, Парвиз Саидович. Следующий наш доклад – это специальные форматы и ресурс расширения информационно-библиотечного обслуживания на многонациональной территории. К нам с видеоприветствием выходит Лесневский Юрий Юрьевич, директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, член Российской библиотечной ассоциации, город Новосибирск, Россия. Уважаемые участники конференции, уважаемые юбиляры, Республиканская башкирская библиотека для слепых для нас, сибиряков, и для меня, безусловно, лично, занимает особое и профессиональное, и, наверное, в самом высоком смысле очень яркое человеческое место, потому что в разные годы лично мне посчастливилось быть знакомым с большим числом уникальных специалистов этой библиотеки и во многом всматриваться, изучать и перенимать уже наработанные, очень ценные и очень адекватные, соответствующие потребностям нашей целевой группы читателей формы работы. Это были непростые годы. В середине 90-х годов состоялось мое личное знакомство с Людмилой Николаевной Гаголевой. И мне посчастливилось, на самом деле, несколько раз именно еще в том веке побывать в стенах вашей замечательной библиотеки и видеть, как напряженно и увлеченно вы строили новые форматы работы, реализовывали автоматизацию вашей библиотеки, осваивали по тем временам довольно сложную технику для рельефно-точечной печати, экспериментировали с возможностью сочетания графических изображений и брайлевского текста. И как я сегодня еще раз осознал, именно в эти годы создавался башкирский брайль, именно нотация, которая позволила начать работу, и вы действительно показательно и очень достойно начали издательскую программу
на 2 языках. А я думаю, что обмен с коллегами, который всегда присутствовал и на татарском языке, действительно создал для читателей, которые живут в республике, очень богатую информационную среду. И наблюдая за этим, всматриваясь, как вы работаете с незрячими специалистами, с музыкантами, с теми, кто занимается поэтической деятельностью, потому что на многих мероприятиях, которые вы проводили, действительно были новые, предлагались нам новые формы работы. И когда мы всматривались в это, мы, конечно, поскольку сибирская земля все-таки земля освоенная, земля в некотором или даже в прямом смысле колонизованная, и очень мало, скажем, в процентном отношении именно тех народов, которые когда-то обитали на этих землях. Мы все откуда-то пришли, и на наших территориях при этом не меньше 100 национальностей присутствует, потому что, конечно, всегда, когда идет поток мигрантов из разных сторон, их много, и все они разные. И, конечно, у нас тоже возникает задача всматриваться в национальный контекст, в национальный колорит, в наиболее организованные диаспоры. И, может быть, не напрямую, поскольку вот нет у нас, видимо, а может быть, мы еще и не доработали с диаспорой башкир на нашей территории, но мы переняли в свое время очень так вот серьезно подход в мультикультурном отношении, в поиске контактов. И мы работали и с татарским центром, который у нас действительно достаточно выраженный, и перенесли этот опыт на работу вот такую мультиязыковую в диапазоне рельефного точечного шрифта на взаимодействие с нашими коллегами из Республики Казахстан. Но не только с коллегами, которые находятся в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан в Алматы, в ряде регионов, с которыми мы дружим и взаимодействуем, в том числе и в замечательном городе Кокшетау, так же, как и Семей, и ряде других городов, которые я сейчас просто не буду вам перечислять за ограниченностью времени. Так вот, мы начали учиться работать при создании аудиопродуктов и рельефно-точечных текстов именно в сочетании русского и казахского языка. Но я вот с полной ответственностью и точностью хочу вам сказать, что именно вот подвижка и некоторая дерзость и смелость в этом направлении у нас состоялась после, ну, прямо скажем, многолетнего наблюдения, как это спокойно, уверенно и результативно осуществляется в вашей библиотеке. Мы связались с нашей местной автономной организацией казахов на территории Новосибирской области и предложили им
в аудиоформате, сделать несколько пробных записей. Они достаточно уверенно пришли и записали, но мы аккуратненько переслали нашим коллегам. Я почему первому упомянул город Кокшетау. Вот у нас в то время с ними уже выстраивались очень интересные такие продуктивные отношения. Мы переслали этот текст в записанном формате именно носителям языка. И к нам вернулось, конечно, несколько листов замечаний. В результате, конечно, у нас получились неплохие продукты. Мы, в частности, записали довольно интересный материал, связанный с музеем Малика Габдуллина. И тут мы, конечно, смогли реализовать многие наши преимущества, которые позволяют нам сочетать одновременно рельефную точку, крупную букву, цветную полиграфию и даже трехмерные макеты в сочетании с аудиоконтентом. И получился очень хороший результат. Он был в разные годы продолжен на ряде других изданий, поэтому мы можем считать, что мы как бы рядом или в кильваторном строю за республиканской башкирской библиотекой тоже находится наша библиотека, ну вот в строю тех учреждений, которые взялись за ответственное дело включения незрячих или слабовидящих пользователей в изучение материалов на нескольких языках, но в доступных специальных форматах. Я хочу обратить внимание, что, конечно, использование книг специальных форматов в диапазоне аудиопродукции предоставляет нам очень интересную возможность для поддержания, закрепления знания норм конкретного национального языка, потому что качество аудиокниг, точно могу сказать про Республику Башкортостан и ее специальную библиотеку, не вызывает никаких сомнений, и это может быть использовано при работе с нашими национальными диаспорами. Именно использование качественных говорящих книг – замечательное средство для сохранения более широким кругом. Я уж не говорю про наших адресатов, людей с нарушениями зрения, норм национального языка и, соответственно, наш вклад в культуру. В чем-то мы будем проводниками, а в чем-то мы будем и партнерами вашей замечательной библиотеки. Еще раз с юбилеем. Спасибо, Юрий Юрьевич. Как приятно, да, от члена правления Российской библиотечной ассоциации услышать, что они учатся у нас. Приятно очень, Юрий Юрьевич. И, конечно же, мы тоже у вас учимся. У нас около 70 специальных библиотек по Российской Федерации. И я всегда подчеркиваю вот эту нашу дружбу, что мы друг другу помогаем и советами, видим у друг друга, какие проекты есть, берем, заимствуем друг у друга. Но всегда мы это делаем с осознанием дела, что в итоге, как я уже и говорила при выступлении Парвиза, что в итоге наш читатель, он будет удовлетворен. Спасибо, Новосибирск. Следующее наше выступление нашим участникам из Казахстана на связи Алматы.
доклад «Сотрудничество и книгообмен между специальными библиотеками Российской Федерации и Республиканской библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан Республики Казахстан в сфере сохранения языков народов России». У нас на связи Мусабекова Аим Кашановна, руководитель отдела книгохранения и абонемента вышеуказанной библиотеки. Пожалуйста, Аим Кашановна. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Хотела бы поблагодарить коллег за приглашение от Республиканского государственного учреждения Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Представляю вашему вниманию доклад на тему «Сотрудничество и книгообмен между специальными библиотеками Российской Федерации и Республиканской библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан в сфере сохранения языков народов России». На примере участия Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан в распространении литературы на казахском языке среди граждан Российской Федерации. Библиотеки играют фундаментальную роль в развитии общества. Ресурсы и услуги, которые они предлагают, создают возможности для обучения, поддерживают грамотность и образование и помогают формировать новые идеи и взгляды, которые имеют центральное значение для творческого и инновационного общества. Библиотеки представляют разные вещи для разных людей. Среди множества людей с различными потребностями немало и тех, которые интересуются языками и культурой народов, проживающих на территории Российской Федерации. В десятку наиболее распространенных этносов входят и казахи. Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан активно помогает всем желающим изучить казахский язык и познакомиться с казахской литературой в оригинале или в переводе на русский язык. Наиболее давнее и плодотворное сотрудничество у нашей библиотеки сложилось с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. Наши библиотеки уже более 20 лет являются постоянными партнерами и активно сотрудничают во многих сферах библиотечного дела. Обменивается издаваемыми в библиотеках книжными новинками в аудио, рельефно-точечном, рельефно-графическом форматах, а также многоформатными изданиями. Регулярно обменивается опытом в освоении новых технологий в работе библиотек. Специалисты наших библиотек участвуют во всех значимых мероприятиях друг друга, проходящих как в офлайн, так и в онлайн-режимах. В 2017 году наши библиотеки заключили меморандум о совместном сотрудничестве. Среди всего прочего, чем мы обменивались, были и подарены нашей библиотекой новосибирским коллегам книги казахских авторов как на русском, так и на казахском языках. Для желающих ознакомиться с казахской литературой на языке оригинала были переданы в дар книги классиков казахской литературы Сабита Муканова «Роман Ботагөз». Для тех же, кто хотел ознакомиться с казахской культурой и литературой, но не владеет казахским языком, были предложены следующие произведения казахских авторов на русском языке. Рельефно-точечным шрифтом книги Мухтара «Выстрел на перевале» и аудиокниги в формате Дези Сабита Муканова «Промелькнувший метеор». Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих – не единственная библиотека Российской Федерации, с которой мы активно сотрудничаем в распространении литературы казахских авторов. В мае 2015 года в рамках военно-исторической эстафеты «Победы славное торжество» 70-летию Великой Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне наша библиотека отправила к Курской областной специальной библиотеке для слепых имени Василия Семеновича Алехина диск с текстовыми аудио и видеоматериалами. Главной целью проекта было написать живую историю 4 военных лет, историю без дежурного пафоса и равнодушного языка статистики. На диске были записаны
воспоминания казахстанцев, участников боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также творчество незрячих поэтов, детей войны. Эти материалы вошли в уникальное по содержанию звуковое издание, выпущенное в студии звукозаписи Курской областной специальной библиотеки для слепых, говорящую книгу «Памяти живу и помню». В ноябре того же года, во время празднования 95-летнего юбилея Российской государственной библиотеки для слепых, сотрудники нашей библиотеки от души поздравили московских коллег с юбилеем и подарили аудиокниги Героя Советского Союза, гвардии полковника, участника Великой Отечественной войны с первых дней и по 1945 год непосредственного очевидца боев за Москву Бауыржана Момышұлы, генерал Панфилов и «За нами Москва». В книгах-воспоминаниях повествуется о боевых буднях защитников Москвы, о судьбе рядовых солдат, офицеров и генералов, а также роман-эпопею выдающегося казахского писателя, общественного деятеля и доктора филологических наук Мухтара Ауэзова «Путь Абая», о жизни основоположника казахской письменной литературы, поэта, композитора, философа, просветителя и выдающегося общественного деятеля казахского народа Абая Кунанбаева. Республиканская библиотека для незрячих слабовидящих граждан продолжает расширять свою географию общения и налаживать контакты с зарубежными коллегами. В настоящий момент у нас подписаны договора и меморандумы о сотрудничестве со следующими библиотеками: Российская государственная библиотека для слепых, Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан, Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих, Курская областная специальная библиотека для слепых имени Алехина, с Астраханской библиотекой, Центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, а также Республиканской библиотекой для слепых Республики Саха-Якутия. Меморандумы находятся в процессе подписания, но это не мешает нашему плодотворному сотрудничеству. В этом году по запросу астраханской стороны нами были переданы в дар аудиокниги казахстанских авторов на русском и казахском языках. Для любителей читать казахских классиков в оригинале мы передали книги Абая Кунанбаева «Слова назидания». Для желающих ознакомиться с культурой и историей казахского народа, но не владеющих казахским языком, книги Мухтара Ауэзова, Олжаса Сулейменова, Чухана Валиханова. Астраханские читатели проявляют интерес не только к классикам казахской литературы, но и книгам современных казахстанских писателей, таких как Смагул Елюбаев «Одинокая юрта» и «Отсвет лампы». Среди библиотек, с которыми мы активно сотрудничаем, и интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению «Логос» АВ-3715. Наши специалисты регулярно пополняют фонд электронной библиотеки книгами, выпущенными студией звукозаписи нашей библиотеки. Среди выложенных нами книг встречаются как на русском языке Аимбетов Мади «Таинство», Алимкулов Такен «Музыкальная душа», так и на казахском языке Ильяса Симберлина «Золотая птица». Как классиков Алтынсарин Ибрай «Горсть хлопка», так и современных авторов Абдрахманов Базарбай «Бекет ата», как художественные произведения Ахышев Зейтин «Акбельский перевал», так и научные Аспандиаров Биал «Образование Букеевской Орды», Бейзаков Сейдин «Происхождение тюрков». Лингвистическая наука считает, что язык в первую очередь возник, чтобы думать, и только во вторую, чтобы общаться. В каждом языке есть понятия, реалии и просто слова, которые невозможно точно и однозначно перевести на другие языки. Все те знания, которые были накоплены культурой, связанные с конкретным языком, безвозвратно теряются с его угасанием. В этом смысле каждый умерший язык делает культуру человечества в целом беднее и однообразнее.
В этом вопросе библиотеки играют немаловажную роль. Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан приглашает все библиотеки СНГ присоединиться к этому благому делу. Мы открыты для любых предложений и всегда готовы к сотрудничеству. Спасибо за внимание. Спасибо, Аим Кашановна, вы действительно открыты. Отдельное спасибо, что приняли участие на нашей конференции, что откликнулись. Да, как будто бы библиотеки, они все работают одинаково, но вот когда слушали ваш доклад, когда слышали ваших поэтов, писателей, ваши формы работы, это все как будто бы в диковинку. И тем и ценен ваш доклад. Спасибо большое, спасибо вашему содокладчику, который рядом сидел, украшал ваш доклад. Спасибо. На дальнейшее сотрудничество, конечно же, рассчитываем. И наш следующий доклад, по-татарски говорят, «Уткуршилер», наши огненные соседи, это Республика Башкортостан, видим нашу Гелису Закирову, с докладом «Сохранение и развитие культурных ценностей в процессе этнонациональной и межрегиональной деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих». Закирова Гелюса Тавкиловна, заведующая отделом организационно-методической и библиографической деятельности Татарской специальной библиотеки для слепых. Город Казань на связи. Хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар, хайырлы күн, Айгуль Рафаиловна. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемая Айгуль Рафаиловна. Разрешите прежде всего от имени администрации нашей библиотеки, от имени Наиля Ибрагимовича Сафаргалеева, директора библиотеки, поздравить вас с юбилеем. Действительно, как отметила Айгуль Рафаиловна, мы самые ближайшие соседи, и на протяжении многих лет между нашими библиотеками ведется плодотворное сотрудничество и налажены дружеские культурные связи. А теперь вернемся к моему докладу. В числе наиболее социально значимых проблем современности во всем мире признана проблема обеспечения мирного существования народов. Она решается путем развития этнокультурного взаимодействия на международном, национальном и региональном уровне. Проблема межэтнического взаимодействия имеет для Республики Татарстан, как и для всей Российской Федерации в целом, исключительную значимость, так как все основные аспекты экономической, политической, социальной и духовной сфер жизнедеятельности общества тесно связаны с этническим фактором. Многоэтнический состав населения Республики Татарстан – результат сложных исторических, демографических, социально-экономических и социально-культурных процессов. Основное этнического большинства нашей республики составляет, конечно же, татары – 52,9% населения, и русские – 39,5% населения, которые проживают совместно с другими поволжскими народами, расселенными в городах Республики Татарстан и образующими достаточно компактные массивы в сельской местности. Это и чуваши, и марийцы, удмурты, мордва. Также на территории Татарстана проживают, кроме этих групп населения, украинцы, представлены украинцы, белорусы, евреи, народы Кавказа и Средней Азии. Всего на сегодняшний день в республике проживают представители более 115 национальностей. Сложившаяся на протяжении веков атмосфера взаимопонимания между народами, высокий уровень культуры межнационального общения, древние традиции, уважения и мирного проживания – все это придает Республике Татарстан неповторимый колорит. Для Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, как культурно-просветительного и информационного учреждения, функционирующего на территории многонационального Татарстана, формирование межэтнического библиотечно-информационного пространства для инвалидов по зрению является одним из приоритетных и самых важных направлений работы. Большое внимание в этой работе уделяется формированию книжных фондов, коллекций книг о нациях, проживающих в регионе, изучению традиций малых народов различных форматов, отражение в фондах и каталогах, базах данных культурного разнообразия региона. Важная роль в формировании толерантной личности играет чтение и книги. Именно книги и литература способствуют укреплению исторической памяти, распространению традиций и ценностей разных народов. На примерах мировой и художественной культуры, литературы и искусства, используя современные информационные ресурсы и каналы связи, делающие их доступными, библиотекари могут многое сделать
многое сделать для воспитания терпимости, толерантности. Прошу прощения. Сотрудники Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, используя богатые фонды библиотеки, создают условия для приобщения всех возрастных категорий незрячих читателей к достоянию национальной и мировой культуры и искусства. В основе этой работы лежит комплекс мероприятий, который раскрывает богатство мирового культурного наследия, его разнообразие и единство особенностей и ценностей. Библиотека традиционно проводит мероприятия, направленные на воспитание уважения не только к своему народу, но и ко всем нациям, населяющим регион, к общечеловеческим ценностям. Календарь библиотечных мероприятий включает такие национальные праздники, как Сабантуй татарский, русский каравон, Наурус, Симык, Уяв и другие национальные праздники. Значимыми мероприятиями библиотеки за последние годы стали благотворительный фестиваль «Многоликое соцветие Татарстана», который проводился совместно с Домом дружбы народов Республики Татарстан и этнографическим музеем при Приволжском федеральном университете. Также международный фестиваль национальной книги специальных форматов народов Тюрксой на языке дружбы. В основу концепции фестиваля легла идея показать через книги яркую этнографическую палитру традиций историко-культурного наследия тюркского мира, единение дружбы народов. Также ярким важным событием в жизни инвалидов является межрегиональное спортивно-познавательное мероприятие «Пусть не рвется связующая нить», которое стало ежегодным и традиционно проходит на базе отдыха Атлашкина. На мероприятии принимают участие команды из Казани, Мариэл, Чувашии и городов и районов Республики Татарстан. Такие организованные вместе с представителями различных диаспор мероприятия – это прежде всего заинтересованный диалог, в ходе которого демонстрируются имеющиеся успехи, обсуждаются наболевшие вопросы межнациональной жизни. Наша библиотека активно взаимодействует с государственными учреждениями, общественными организациями, национально-культурными обществами и объединениями, принимает участие в Днях культуры, фестивалях, национальных праздниках, которые проводятся в республике. Совместно с Национальным музеем Республики Татарстан проводятся мероприятия, экскурсии по городу, лекции, музейные уроки этнографического характера, такие как основные народы Татарстана, национальные костюмы и другое. Целостности многонациональной России, укреплению межнационального согласия способствует продвижению русского языка, изучение памятников письменности народов России, обеспечение доступности произведений классической и современной отечественной и мировой культуры, произведений на языках народов России. Ежегодно также в день рождения Пушкина проводятся Пушкинские дни, дни русского языка и многое другое. На изучение культурных особенностей регионов и этнографических особенностей посвящен проект «Мой дом России. Книжный навигатор для слепых», результатом которого стала многоформатная энциклопедия путешествий по России, где я должен побывать, чтобы познать Россию. Данную книгу многие библиотеки недавно получили второе издание этого проекта. Используя богатый историко-краеведческий материал, как на русском и татарском языках, имеющихся в фондах, библиотека проводит акции, нацеленные на популяризацию знаний о родном языке, о культурных деятелей татарского народа. Также сотрудники нашей библиотеки принимают активное участие в городских, республиканских и межрегиональных праздниках, которые проходят ко Дню единства, ко Дню родного языка. Ведется большая работа по сохранению татарского и других языков, народов, проживающих в Республике Татарстан. На протяжении многих лет наша библиотека участвует в реализации государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков народов Республики Татарстан. В рамках этой программы ведется обширная издательская деятельность, издается учебная, художественная и краеведческая литература для незрячих различных форматов на татарском и русском языках, а также на языках народов республики. В целях приобщения незрячих людей к театральным, музыкальным видам татарского искусства и по просьбам читателей создается антология татарской эстрады, антология татарских спектаклей. Начиная с 2018 года в республике внедряется тифлокомментирование спектаклей на национальном языке.
Посредством данных мероприятий ведется формирование интереса как к чтению, так и видам искусства. Имея уникальный фонд татарской литературы, который включает в себя лучшие образцы художественных произведений классиков татарской литературы и книги современных татарских писателей, наша библиотека на протяжении многих лет выступает инициатором обслуживания незрячих татар, проживающих в регионах Российской Федерации. В настоящее время на основе договоров о культурном сотрудничестве библиотека ведет взаимовыгодное сотрудничество более чем 20 регионами России. Сохраняя накопленный опыт, библиотека ищет новые пути сотрудничества и удовлетворения потребностей незрячих татар в других регионах. Начиная с 2010 года по соглашению в 2010 году по соглашению Министерства культуры Республики Татарстан и Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области наша библиотека предоставила электронную аудиобиблиотеку говорящих книг на татарском языке на сервер Ульяновской библиотеки для слепых. В последующие годы данная база была установлена в Свердловской областной библиотеке для слепых, Башкирской библиотеки для слепых. За последние годы были установлены связи и начато сотрудничество с Костанайской областной библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан, с Бахчисарайской центральной районной библиотекой имени Пушкина. Достигнута договоренность о сотрудничестве с Крымо-татарской библиотекой имени Гаспринского, областной специальной библиотеки для незрячих граждан и слабовидящих Павлодарской области, также Республиканской библиотекой для слепых, для незрячих и слабовидящих граждан города Алматы. По-настоящему дружественными стали совместно проведенные мероприятия «Библиомосты» между библиотеками Башкортостана, Чувашии, Казахстана и другими областными библиотеками. В заключение мне хочется отметить, что важнейшим условием успешной работы по формированию толерантности в обществе является объединение усилий и активное взаимодействие. Мы живем в такое время, когда мы все нуждаемся друг в друге, в дружбе людей и народов, а также и библиотек, сила общества, в котором мы живем. Будущий год нашей республики объявлен годом родных языков и народного единства. И я приглашаю всех к сотрудничеству и различным мероприятиям. Спасибо за внимание. Желательно не в онлайн-формате, да, Гульсат Авкиловна? Да. Спасибо, Гульсат Авкиловна, за содержательный доклад. Спасибо, что вы всегда показываете нам ориентир, как работать именно в этнокультурной направленности, как взаимодействовать именно с регионами. Мы у вас учимся. И совместное наше сотрудничество, конечно же, оно очень хорошо влияет и на наше татарское население. Они в первую очередь у нас спрашивают новинки от вас, и вы всегда нам в этом помогаете. Спасибо большое коллективу, семье. Привет, Гульсат Авкиловна. И следующий наш доклад нашему большому авторитету, нашему правдолюбу, который всегда скажет, правильно ли мы работаем, правильно ли мы сказали, правильно ли мы обслуживаем, будет ли интересен этот проект. Это наша любимая, уважаемая Мария Павловна Коновалова, город Калуга, Калужская наша специальная библиотека имени Островского. Мария Павловна, спасибо вам большое, в первую очередь, за ваш приветственный адрес, где вы подчеркнули и подняли наш вес. Нам очень и очень приятно, нашему коллективу, именно от вас получить такой приветственный адрес. Мария Павловна, а сейчас представляем вам слово для вашего доклада «Роль и место специальной библиотеки в этнокультурном пространстве Калужского региона». Коновалова Мария Павловна, директор Калужской областной специальной библиотеки для слепых имени Николая Островского, кандидат педагогических наук. Спасибо большое, Альгуль Рафаиловна, за возможность участвовать в столь значимом международном форуме. Искренние слова благодарности вашему министерству. На протяжении многих лет я невероятно хотела и накануне звонила, как бы побывать на земле родной по духу, увидеть вас. Но онлайн-форум не мешает мне общаться с вами, благодарить всех, кого вы сегодня слушаем, и передаем поклоны от всего нашего коллектива.
всем участникам форума. Я сейчас слушала все доклады с большим вниманием и любовью и вспоминала слова Людмилы Николаевны, вашего директора, который открыл мне вообще мир на национальную литературу, открыл мне мир в секцию библиотек для слепых. Это было 30 лет назад. Я слушала выступление Людмилы Николаевны, она по национальности русская, но с какой любовью она говорила о башкирском народе, о башкирской музыке, культуре, об изданиях по Брайлю, о вашей национальной кухне, о своих сотрудниках. Меня это восхитило. Я на 30 лет это запомнила. А потом вот эта тенденция доброты, любви и уважения к своим коллегам пришла от Розы Халифовны, когда приехала поддержать наш регион. Мы проводили всероссийскую конференцию. Вера Николаевна, с какой любовью она оценила нашу деятельность на вашем фоне. И опять же я услышала от ваших сотрудников о вашей культуре башкир, о вашем национальном музее, о вашей библиотеке. Идут годы, а желание все возрастает и возрастает к вам приехать. И сегодня, чтобы говорить о нашей роли специальных библиотек в социокультурной реабилитации национальности, мне кажется, уместно говорить в первую очередь о нас с вами. И я сегодня опять возвращаюсь к вашему коллективу. Он и наш уже стал родной. Видите, сколько ваших сотрудников было с нами и остается с нами, с нашей библиотекой. Меня всегда восхищало многолетнее внимательное отношение вашей Ирины Николаевны на любых форумах. В Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем Востоке, где бы то мы ни были, в Красноярске. Интеллигентно, незаметно она подавала руку, как бы не споткнулась слабовидящая Мария Павловна, совершенно не показывая, что она рядом и в любую минуту поддержит. Ну а уж вы наш древний, я могу сказать, с прошлого века друг, молодой, красивый, древний по профессии, Айгуль. Никогда не забуду, когда мы с вами кусок хлеба на международной конференции делили в Санкт-Петербурге и выживали вместе, и кашу ели вместе. Казалось бы, странно, о чем говорит Коновалова на международной конференции. А вот это все легло от вас, от вашего коллектива. Я перечисляю маленькие примеры в основу взаимодействия национальных диаспор. И потом мои глаза открылись, и открылась душа нашего коллектива. И мы узнали, что в нашей Калужской области, оказывается, на 1 миллион жителей 124 национальности, а мне казались только русские кругом. И оказывается, башкиры, татары, армяне, азербайджанцы, дагестанцы занимают лидирующие места. А какова моя миссия? Что я могу сделать как библиотекарь? У нас нет такого издательства, издавать литературу на башкирском, армянском, азербайджанском языке по Брайлю. А все оказалось просто. Научиться нас любить разных. Любовь пришла от вас. Умение и понимание пришло от вашего коллектива. Как понять нас разных? Как понять татарку, башкирку, армянку, азербайджанку? А мы научились в нашей секции понимать друг друга. И вот уже 30 лет на базе Калужской области при правительстве создан межнациональный клуб «ЛАД», журнал. Он проходит у нас ежемесячно, он известный далеко за пределами Калужской области. Возглавляет его по национальности еврей,
а организует областная библиотека для слепых. И что удивительно, в рамках этого журнала, повторяю, 124 национальности, все участвуют в заседаниях. Один вечер посвящен азербайджанцам, другой вечер посвящен евреям, третий вечер посвящен, месяц вечера посвящен башкирам. И в рамках этого вечера теоретическая составляющая, конечно же, это люди ученые с нашего университета исторического, которые рассказывают историю до или иной национальности. Затем культурную программу. Как интересно узнать и подключить башкир, какую вкусную еду они приносят. А какие мы книги издаем, мы это научились делать. И это все длится очень-очень непросто. По минутам, по шагам, по дням, по месяцам, годы, 30 лет. Это большой стаж, правда, профессиональный. И вот это наша с вами дружба в рамках нашей ассоциации вылилась в создание Центра толерантности. Мы его создали в октябре 2009 года. И в этом году к нам приезжала, в 2009, удивительная женщина. Женщина-любовь наших библиотечных сообществ, научных, вузовских, специальных, детских. Конечно же, Екатерина Юрьевна Генева. Мне было совершенно непонятно в далеком 2009, что такое центр толерантности, что такое хорошо и плохо. И вот говорят, какие национальности, какие надо или не надо. Их более 40 определений официальных. Об этом начиналось говорить еще в IX веке, в 2004, 2007, 2010 году этого века. Проходили всевозможные конференции. Но для меня толерантность, любовь друг к другу, уважение. Ко мне слабовидящей, к соседу слабослышащему, ко всем нам таким разным. И вот с 2009 года, когда Екатерина Юрьевна настояла у губернатора нашей области Анатолия Дмитриевича Артамонова создать Центр толерантности. И там были министр культуры, министр образования, министр социального труда. И Екатерина Юрьевна сказала: нет, специальная библиотека доросла, и было принято решение. И до сих пор он существует. Он не существует, он работает. И эта нить наша с вами длится. И месяц назад я позвонила с моей любимой, давней подруге по духу Айгуль Рафаиловне и сказала: я хочу к вам приехать, но я не одна. Нас 5 человек хотят к вам приехать. Вы же к нам приезжали впятером. Я постараюсь. Вы постарались, я вас вижу, я вас люблю и я вас благодарю. И в знак нашей с вами профессиональной, человеческой дружбы мы дарим вам подарок. Мы хотели это подарить там, но я уверена, что мы обязательно побываем на земле башкирской. Мы обязательно побываем. Салават Асфатуллин, он ваш известный историк, но живет он в Калуге. Он заслуженный работник культуры Калужской области. И наша библиотека издала немало книг в брайлевском, в говорящем виде, укрупленном шрифте о роли башкир на земле Калужской во время монголо-татарского ига. Это одна из книг. И вторая книга о роли башкирского народа в освобождении земли Калужской и той страшной бойне на Угре с французами. Мы действительно одна большая семья. Семья, которая умеет любить друг друга, умеет понимать друг друга, уважать и достойно организовывать блестящую конференцию, которая у вас получается безупречно.
С праздником вас, с юбилеем. Я вас люблю. Я вам невероятно благодарна за возможность вас видеть, слышать и быть с вами. Какой счастливый день видеть вас всех. Спасибо, моя дорогая Айгуль Рафаиловна. Спасибо всем. Мария Павловна, спасибо большое, что выступили с таким эмоциональным докладом, что вспомнили Людмилу Николаевну, Розу Ханифовну, оценили элегантность моих сейчас коллектива сотрудников. Мария Павловна, мы привыкли уже к тому, что у нас не все сразу удается. Все получается с маленького зернышка, поэтапно. И вот сегодня мы это зернышко заложили, вы выступаете у нас на онлайн-конференции. И это говорит о том, что через 5 лет на 90-летие нашей библиотеки, когда весь этот кошмар пройдет, и мы будем проводить очередную международную научную практическую конференцию, вы к нам приедете. И хоть 5, или 7, или 10 человек, если приедет с Калужской специальной библиотеки, мы вас будем рады видеть. И наша гостеприимная земля, конечно же, воздаст все, что вы сейчас сказали. Спасибо большое, Мария Павловна. Любим, ценим и всегда рады видеть. Будем ждать очередной юбилей. Спасибо. Следующий наш доклад далекой, но близкой Кузбасской земле даем слово сохранению и популяризации историко-культурного наследия коренных народов Кузбасса среди людей с ограничениями зрения. Нужденко Анжелика Юрьевна, заведующая отделом внестационарного обслуживания специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Вам слово, Анжелика Юрьевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Скажите, меня слышно? Да, вас очень хорошо видно и слышно. Уважаемые коллеги, от лица сотрудников нашей библиотеки поздравляем вас с юбилеем, желаем вам новых творческих достижений, успехов в задуманных планах, материального благополучия, здоровья вам и вашим читателям. А теперь к теме моего доклада. Согласно единому перечню о малочисленных коренных народов Российской Федерации, на территории России проживает более 40 малочисленных коренных народов. 18 из них проживает на территории Сибирского федерального округа. К малочисленным коренным народам Кузбасса, согласно этому перечню, причислены шурцы и телеуты. Это уникальные, самобытные, древние народы Кузнецкой земли, которые несут в себе культурный код нашего региона, нашего родного Кузбасса. И наша общая задача – сохранить эту самобытную культуру, историю, литературу шорцев и телеутов. И благодаря долгосрочному циклу мероприятий, который много лет работает в нашей библиотеке, «Культурное наследие коренных народов Кузбасса», мы вносим свой вклад, свою небольшую лепту в дело по сохранению, продвижению, популяризации историко-культурного наследия этих малых народов среди незрячих, слабовидящих пользователей нашей библиотеки. Мне очень дорог этот цикл мероприятий, потому что сама я отношусь к малочисленным коренным народам Сибири. Когда я 10 лет назад пришла работать из муниципальной библиотеки в специальную библиотеку, то в план мероприятий я поставила литературные беседы, часы краеведения, познавательные часы, на которых рассказывала о литературе, культуре, истории, самобытности этих малых народов, потому что численность шурцев на данный момент всего лишь 16 тысяч человек, а численность телеутов и того меньше, чуть более 3000 человек. Это уникальные народы, и культура, история, литература, их надо сохранить по максимуму. Когда я стала проводить мероприятия, то у незрячих, слабовидящих пользователей нашей библиотеки я увидела заинтересованность к этой тематике. Мне это очень сильно понравилось.
И я еще заметила, ну, огорчилась, что на территориях, где есть наши библиотечные пункты и филиалы, и где очень активно работают общественные национальные организации, национальные творческие коллективы шорцев и телеутов, у нас почему-то не проводились встречи, творческие вечера, творческие встречи с их участием. И захотелось наших читателей особых порадовать именно этими встречами, потому что они дарят особую атмосферу, они дают окунуться в ту культуру, которую несут в себе шорцы и телеуты, эти малочисленные коренные народы Кузбасса. Поэтому первым делом вышла же на председателей национальных общественных организаций, на художественных руководителей этих творческих народных коллективов и получила хорошую поддержку с их стороны. Они были готовы нам помочь во всем, организовать с нами любые мероприятия для наших незрячих, слабовидящих пользователей. Единственное, конечно же, у них была небольшая робость, потому что они до этого никогда не проводили мероприятия для незрячих, слабовидящих людей. Поэтому нашим сотрудникам в регионах пришлось объяснять, какие формы мероприятий для незрячих, слабовидящих пользователей нам более приемлемы, более интересны, более доступны. И поэтому благодаря вот такой сплоченной работе специальной библиотеки, национальных общественных организаций, художественных руководителей, у нас получились очень хорошие мероприятия, которые оставили замечательный след в душах наших читателей, особых пользователей. Они даже совсем по-другому стали относиться к этим древним малочисленным народам Кузбасса. Мы провели ряд мероприятий совместных, над которыми очень серьезно работали, очень серьезно подходили к каждому мероприятию. Не секрет, что наши особые читатели, они очень чувствительны к звукам. Поэтому, когда слышали песни, бытовые зарисовки, сказания, предания на национальных языках этих народов, когда слышали горловое пение, звучание тюркских музыкальных инструментов, их это сразу же завораживало с первых минут и не отпускало до конца мероприятия. Замечательные познавательные тактильные выставки, которые знакомили наших особых читателей с предметами быта, с предметами прикладного творчества этих малочисленных коренных народов Кузбасса. Конечно же, каждому читателю было позволено не только рассматривать руками эти предметы, знакомиться, спрашивать, но и даже можно было поиграть на любом национальном музыкальном инструменте. Такие мероприятия, они дарят много интересного нашим особым читателям. А гости тоже получили полное удовлетворение, потому что их сомнения, что что-то может не понравиться, что-то может пойти не так, оно было развеяно в пух и в прах. Наши читатели очень внимательно слушали их выступления и покорили навсегда сердца наших гостей. Поэтому я считаю, что такие мероприятия, они должны проходить, потому что мы живем на одной земле, и мы должны знать культуру соседнего народа, а тем более это малочисленные коренные народы Кузбасса. Мы, казалось бы, должны были удовлетвориться тем, что у нас великолепное творческое сотрудничество, у нас прошла великолепная работа, но опять же мы нашли некоторые упущения, потому что в фонде библиотечном и в общественных национальных организациях нет книг, адаптированных для незрячих, слабовидящих пользователей, именно шорских, телеутских писателей и поэтов. Поэтому следующий год мы уже цикл свой расширили еще тем, что внесли в него план по выпуску адаптированной литературы шорских, телеутских писателей и поэтов. Первые две книги, которые вышли у нас в библиотеке, они были выпущены в 2014 году, когда проходил год литературы. Но я могу ошибаться. Это был год литературы и первые две озвученные книги. Одного из первых шорских писателей
Сафрона Тоташа «Сын тайги» и сказки Шапкая. Эти книги, когда мы презентовали в нашей библиотеке, озвученные, на презентации присутствовал сын Сафрона Тоташа, член Союза журналистов России Юрий Тоташ. Он был очень рад, что мы озвучили книги его отца и дал нам хорошую оценку. И тогда мы поняли, что мы находимся на верном пути, на верной дороге. Следующим сборником стал поэтический сборник одного из первых шорских поэтов Кайчи Степана Тарбокова. Но это были репродуцированные издания с обычных плоскопечатных книг, которые выходили у нас в Кузбассе. Но хотелось чем-то еще удивить, зацепить, порадовать наших читателей чем-то необычным. И когда мы приступили к озвучиванию следующей книги, то договорились с автором Таяной Тудыгешевой, сборник ее поэтический «Элимай» озвучить на шорском и на русском языках. Сам автор приезжал в нашу студию звукозаписи из города Новокузнецка в город Кемерово и озвучивала свой сборник на шорском и русском языках. Но уникальность этого издания не только в том, что оно звучит на двух языках, а в том, что его можно использовать на уроках родного языка в школах шорской культуры. И точно так же мы навсегда оставили в памяти звучание ее голоса, ее интонации. Это тоже очень важно. Однажды мне на глаза попалась статья аспиранта музейного дела нашего Института культуры Анульева Никиты Сергеевича. Он пишет: «Культурное наследие коренных народов», в статье «Культурное наследие коренных народов». В условиях информатизации общества наиболее успешное практическое решение проблемы сохранения и развития культурного наследия малочисленных коренных народов может быть связано с информационно-коммуникационными технологиями, в частности, технологиями сайтостроения. Сайты, как показывают различные статистические наблюдения, становятся в наши дни все более распространенными средствами информационного обмена в различных областях человеческой жизни и деятельности. Мы сами того не ведая, озвученные книги шорских писателей и поэтов выставляли на нашем сайте. А с сайта скачать книгу и прослушать может не только житель Кузбасса, не только житель России, но и зарубежные наши пользователи. Вот так мы, не думая об этом, мы попали в самую точку. Это шорские народы, а ведь есть малый телеутский народ, который проживает у нас компактно в селе Беково на территории Беловского района. Книг, к сожалению, этого народа очень мало, писателей и поэтов этого народа, и сказок, легенд. Поэтому у нас была такая задумка – выйти на представителей общественных организаций, национальных творческих коллективов телеутского народа и издать книгу рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным укрупненным шрифтом сказок и легенд телеутов. В этой книге «Телеутская землица», которую мы издали совместно с национальным творческим телеутским коллективом «Солоны», сельской бековской школой с учителями, преподавателями, сказки и легенды, которые не печатались ни в одном плоскопечатном издании. Они впервые были размещены в нашей книге. Чем ценна эта книга? Тем, что и незрячие пользователи, и обычные зрячие читатели могут познакомиться с уникальными сказками телеутского народа. В год пандемии, конечно же, мы ограничены были в передвижениях, но в начале года, когда еще не запрещены были массовые мероприятия, мы успели презентовать книгу «Бессмертие своего народа». Эта книга рассказывает о двух героях Советского Союза, которые совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны. Мы эту книгу посвятили 75-летию Великой Победы.
Мы гордимся тем, что среди 11 тысяч героев Советского Союза есть всего лишь один шорец и один телеуд. Эта книга рассказывает о жизни и героическом подвиге шорца Куюкова Михаила Михайловича и телеуда Читонова Алексея Семеновича. Книги в плоскопечатном виде нет, поэтому это издание наше, адаптированное для незрячих, слабовидящих, оно очень ценное. Оно дарит нашим читателям информацию о жизни и подвиге этих двух героев Советского Союза. Собирали мы этот материал точно так же, совместно с общественными организациями. Помог нам очень сильно историко-этнографический Телеудский музей Челкой. Надо сказать, что вот пандемии, когда мы не можем проводить массовые мероприятия, и, к сожалению, вот такие юбилейные наши конференции проходят в онлайн-режиме, то, конечно же, и мы в онлайн-режиме проводили презентацию очередного своего издания. Это книга «Записки сына земли Матурской». Иван Матвеевич Штыгашев, первый шорский православный священник, первый шорский писатель. Вообще он принадлежит к двум народам. По матери он хакас из рода Сагаев, а по отцу шорец. Поэтому мы с гордостью говорим, что это первый шорский писатель. И в этом году, в год пандемии, такой вот ограниченный год пандемии, мы презентовали, аудиопрезентацию сделали этого издания, этой книги, потому что его первые произведения были выпущены на русском языке в киевской типографии еще в 1885 году. Может быть, для некоторых из вас это несущественно, но для шорского и телеудского народа это очень существенно, потому что мы по крупицам собираем, сохраняем, и вот таким образом в печатных изданиях, в озвученных изданиях преподносим информацию нашим незрячим и слабовидящим читателям. Я хотела бы закончить свой доклад словами из стихотворения Таяны Тудыгешевой, нашей шорской писательницы, члена Союза писателей России. У России судьба, что небо высокое, а глаза, что воды в тиши глубокие, все равнины, леса в долгих думах тихие, испокон в ней народы живут многоликие. Дай нам, Бог, всем жить всегда в мире, согласии, чтобы всегда мы ценили и уважали культуру народа, который живет рядом с нами. Поэтому всех вам благ, уважайте, любите друг друга, цените. Спасибо вам большое за такую конференцию. Очень много ценной информации, и я даже знаю, куда мы пойдем дальше. Спасибо большое. Анжелика Юрьевна, спасибо вам большое. Такой интересный доклад. Я в своей жизни впервые, может быть, к своему стыду, услышала про такие народы, шорцы, тлеуты. Да, ваш формат работы, действительно, он исторически ценен, потому что вы увековечиваете память. Он не только для инвалидов по зрению, он и для всей вашей народности, для коренного населения Кузбасса ценен. Молодцы, мое восхищение. Спасибо большое за доклад, Анжелика Юрьевна. Уважаемые коллеги, передавая следующее слово докладчику, хочется сказать про регламент. Пожалуйста, выдерживайте регламент, хорошо? 5-8 минут. Роль библиотеки для слепых в сохранении и развитии якутского языка в Республике Саха, Якутия. Докладчик Макаров Герман Максимович, заведующий отделом репродуцирования и специальных технологий Якутской республиканской библиотеки для слепых. Пожалуйста, Герман Максимович, вам слово. Добрый день, дорогие коллеги.
От имени Библиотеки для слепых Республики Саха-Якутия примите с далекой Якутии искренние поздравления с 85-летием Башкирскую специальную библиотеку для слепых. Пожелаем вам здоровья, как наш якутский алмаз. Надеюсь, меня хорошо слышно. Я сейчас попробую демонстрацию экрана Да, транслировать. вас очень хорошо видно и слышно. Ждем Да. вашу Сейчас презентацию. я включу сейчас слайд. В Республике Саха, Якутия, у нас многоязычная среда. Здесь проживают представители различных народов. Якуты, русские, татары, украинцы, эвены, эвенки, юкагиры, долганы и другие народности. Среди основных проблем языковой жизни республики все же отмечается сокращение функций языков малочисленных народов. Среди них наблюдается постепенно утрата родных языков. Функционирование данных языков сведено до минимума. Это венский и венкийский. Некоторые подошли к раннему исчезновению. Это юкагирские языки. В связи с этим в Республике Саха-Якутия разрабатывается план мероприятий к проведению международного десятилетия языков коренных народов 2022 по 2032 годы по сохранению и развитию официальных языков Республики Саха-Якутия, который будет реализовываться и коснется всех сфер деятельности внутри общества. Республиканская библиотека для слепых, являясь единственным учреждением культуры, вносит свою лепту в сохранение и развитие якутского языка. Среди общего числа читателей библиотеки для слепых около 75% являются якуты, 20% это русские, а остальные 5% это другие национальности. В интернете практически нет звуковых файлов на якутском и других языках северных народностей. В этом плане наблюдается явный недостаток мультимедийной базы на якутском, как государственном, и других официальных языков северных народов. Целью их сохранения и развития на данный момент запланирован и внесен в долгосрочный проект, масштабный проект по созданию аудиокниг на языках коренных малочисленных народов Севера, доступных на всех языковых носителях, в том числе и в собственном мобильном приложении аудиокниги РБС. Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки для слепых это по сохранению якутского языка и развитию языка является репродуцирование книг краеведческого характера. Так, в 1971 году при библиотеке была организована студия звукозаписи и тиражирование говорящих книг краеведческого характера. Благодаря звуковому варианту книги незрячие люди получили возможность познакомиться с краеведческой литературой, произведениями писателей и поэтов Якутии. А до этого у них такой возможности не было. Потом, в конце 80-х годов, с приобретением автотранспорта была налажена и организована работа обслуживания читателей-надомников. Тогда и сейчас пользуется большим спросом аудиокнига на якутском языке. Наша студия звукозаписи в год выпускает более 50 названий говорящих книг местных авторов. Объем озвученных аудиокниг за почти 50-летний период работы нашей студии звукозаписи составляет около 1000 наименований. Для качественного улучшения обслуживания и более широкого охвата аудитории в прошлом году разработано мобильное приложение аудиокниги РБС с соответствующими функциями и базой данных с удобным интерфейсом для инвалида по зрению. Мобильное приложение аудиокниги РБС является комплексом программного обеспечения для организации удаленного доступа к аудиокнигам. В комплекс программного обеспечения входит само приложение для платформы Android. На платформе iOS у нас планируется выход в 2021 году. И серверная часть. Серверная часть комплекса организована в виде базы данных, которая содержит записи о пользователях и самих аудиокнигах. У нас база данных хранится на сервере нашей библиотеки. Библиотека репродуцируется в год более 20 названий книг рельефно-точным шрифтом Брайля. Большую часть изданий составляет краеведческая литература.
Также приоритетную роль играют информационные листки по просьбам самих читателей. Популярность имеют у нас песенники, кроссворды и, конечно же, ежеквартальный наш журнал, который выпускает наша библиотека «Камелек». В 2019 году был принят проект «Моя Якутия. Вижу тебя сердцем», посвященный 100-летию образования Якутской ССР. Срок реализации проекта с 2019 по 2022 годы. Планируется выпуск серии изданий о районах, которые содержат хронологические изложения истории муниципального образования и персоналий наиболее известных местных личностей. Учитывая проблему чтения подрастающего поколения, в библиотеке реализуется целевая программа поддержки детского и молодежного чтения 2018 по 2022 годы. В целях развития интереса юных читателей к изучению истории, культуры края, его национальных традиций проводятся мероприятия, множественные мероприятия, такие как творческие мастерские, где создавали мультфильмы по мотивам произведений якутских писателей, мастер-классы, лекторы, молодежная клубная деятельность и другое. С 2017 года при библиотеке открыта интернет-радиостанция «Радио Волны РБС», освещающая все аспекты жизни, деятельности и социальной адаптации инвалидов по зрению. В рамках целевой программы «Молодое поколение» прозвучал первый аудиоспектакль по произведению якутского писателя, поэта, одного из основоположников якутской литературы Алексея Алексеевича Кулаковского «Портреты якутских женщин», где приняли участие молодые незрячие читатели нашей библиотеки. В 1992 году группой брайлистов впервые был разработан и составлен якутский алфавит рельефно-точного шрифта, который с незначительными изменениями незрячие пользуются и по сей день. Составителем якутского брайлевского шрифта по праву можно считать известного незрячего поэта Ивана Николаевича Егорова-Горного. До налаживания выпуска книг рельефно-точным шрифтом на якутском языке слепые и слабовидящие дети были вынуждены получать образование в школе слепых и слабовидящих на русском языке, в результате чего сейчас многие не владеют или владеют недостаточно хорошо системой Брайля на якутском языке. Только с 1993 года в специальной школе, общеобразовательной школе для слепых и слабовидящих ввели якутский язык как предмет, в том числе и брайлевскую азбуку. Но время и технологии не стоят на месте, и нынешнее поколение, конечно же, нынешнее поколение детей ожидаемо предпочитает слушать аудиокниги. Ввиду этого библиотека для слепых ведет усиленную работу по пропаганде якутского алфавита по системе Брайля. Среди пользователей библиотеки для слепых особенное место занимает Центр чтения и письма по системе Брайля. Основные задачи центра – это повышение уровня читательской активности инвалидов по зрению, популяризация системы Брайля, пропаганда якутского шрифта Брайля, брайлевской литературы на якутском языке, продвижение и поддержка брайлевского чтения в молодежной среде, обучение поздно слепших чтению по системе Брайля, привлечение читателей, вовлечение их в общественную жизнь библиотеки. Важной мотивацией к чтению и средством привлечения незрячего человека в развитие технику чтения является конкурсы на лучшего чтеца и писца, который проводится ежегодно нашей библиотекой. С 2014 года традиционно ко дню родного языка и письменности библиотеки проходят конкурсы по чтению по системе Брайля на якутском языке среди взрослых и учащихся школы-интерната слепых и слабовидящих. Участники конкурса распределяются на группы таким образом, чтобы в каждой группе оказались лица, приблизительно одинаково владеющие системой. При оценке результатов учитывается в чтении скорость, правильность, выразительность устной речи и в письме грамотность текста. Ежегодно, начиная с 2012 года, в Республиканской библиотеке для слепых проводится конкурс юных чтецов
егоровские чтения и стал уже традиционным культурным событием в рамках месячника «Белая трость». Егоровские чтения проводятся с целью сохранения творческого наследия незрячего поэта Ивана Николаевича Егорова-Горного и популяризации его творчества среди подрастающего поколения. С каждым годом участников егоровских чтений становится все больше, выступления интереснее. В прошлого года конкурс у нас прошел на республиканском уровне, а с этого года у нас конкурс проходит на всероссийском уровне. Сейчас я, пользуясь случаем, хочу еще пригласить поучаствовать в нашем конкурсе. Надеюсь, вы получили все положения. Уже активно отправляют заявки среди специальных библиотек по всей России. И в заключение можно констатировать, что с помощью библиотеки для слепых происходит накопление, сохранение, распространение духовного наследия народов республики, обогащение мировой литературы, внедрение современного оборудования и технологий, развитие сотрудничества с другими учреждениями культуры позволило расширить спектр ее направлений. И также возрастает роль библиотеки как социально-культурного института, организующего и интегрирующего деятельность по сохранению культурного наследия в Республике Саха-Якутия. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, спрашивайте. Герман Максимович, спасибо вам большое за выступление. Очень отрадно, что и Республика Саха соответствует вот этому обслуживанию именно коренного населения, соответствует, выдерживает эти нормы, требования наших читателей и на родном языке предоставляет всю доступную информацию на разных форматах. Спасибо вам большое за участие. Спасибо большое. Следующий наш участник. Приветствуем еще раз Казахстан, на этот раз Актюбинск. Тетигулова Гульбану Бериковна, библиотекарь Актюбинской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, с докладом «Новые возможности в обеспечении запросов читателей с ограниченными возможностями». Вам слово. Добрый день, уважаемые участники конференции. Очень приятно участвовать на данной конференции. Конечно, хотелось бы, чтобы эта конференция прошла как бы в онлайн-формате, чтобы мы все встретились, увиделись поближе, познакомились. Но ничего, в таком формате тоже пойдет. Надеюсь, в последующие годы, извиняюсь, будет лучше, и мы встретимся обязательно в офлайн-формате. И хочу поблагодарить организаторов за такую конференцию. Мы столько всего услышали, столько всего интересного. Конечно, для нас, как мы молодое поколение, столько всего. Спасибо. И теперь могу я перейти к своему докладу. Наша Актюбинская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан уже существует 51 год. Мы в том году только отметили юбилей свой, 50 лет. Очень широко тоже. История библиотеки неразрывно связана с историей Казахского общества слепых, которое было создано как общественная организация. Спецбиблиотека имеет 3 вида литературы. Это рельефно-точечная, озвученная и плоскопечатная. На данный момент фонд библиотеки составляет 40 тысяч экземпляров. Из них это спецлитература выше 30 тысяч экземпляров. Библиотека для незрячих и слабовидящих граждан является местом встречи старых знакомых. И поэтому мы стараемся создать для них комфортные условия. Для этого у нас открыт клуб по интересам Руханият. В рамках него ежеквартально показываем художественные фильмы для незрячих, это с тифлокомментарием. Раз в неделю наши сотрудники, у нас рядом с работой есть цех, где там незрячие люди трудятся. Мы для них постоянно проводим громкие чтения. Также у нас в основном взрослое поколение, и для них мы каждый раз проводим рожденный в СССР, это ретро-вечер, воспоминания, все такое. Предоставляем настольные игры, тактильные шашки, шахматы, а также брайлевское домино. Контактируя с руками внешней средой, незрячий человек изучает мир вокруг себя. В связи с этим мы создали выставку «Ель Жерега Астана». Смысл выставки заключается в том, чтобы незрячие люди с помощью осязания рук смогли предоставить достопримечательности столицы.
То есть сейчас раньше была Астана, сейчас это Нур-Султан, как вы все знаете. На протяжении многих лет действуют кружки громкого чтения. Это Жир Алема, Учимся по Брайлю, Родник духовности, где незрячие читатели принимают активное участие. Работа спецбиблиотеки такая же, как и у других библиотеках. Массовые мероприятия, обслуживание читателей, библиографическая работа, комплектование фонда. И единственное добавляется, библиотекарь является и чтецом, и переводчиком, и по просьбе пишет разные документы, делает доставку литературы надомным абонементом. Это та категория читателей, кто по каким-то причинам самостоятельно не может посещать библиотеку. Ведь читатель спецбиблиотеки, он особенный. И поэтому специалисты спецбиблиотеки стараются найти материал и обслужить читателя. Ежегодно на Дня инвалидов по зрению, а это 13 ноября, в библиотеке проводятся конкурсы чтения по Брайлю. Это делается для популяризации печатного слова по системе шрифта Брайля. Дань уважения Луи Брайля. Кстати, читатели всегда этого конкурса с большим желанием принимают в нем участие. Планов много. Участие в различных конкурсах, проводить массовые мероприятия по знаменательным датам, читательские конференции, обсуждение книг. Специалисты, преданные своей профессии. Есть, которые проработали в этой системе более 30 лет и 20, а есть и которые поменьше, помоложе. Наши активные читатели принимают активное участие и в индивидуальном чтении. Для прослушивания для них создан уголок, для прослушивания на магнитофоне озвученной книги. Работа спецбиблиотеки на современном уровне немыслима без применения компьютерных технологий и техники, как в обработке информации, так и в обслуживании читателей. Поэтому в 2008 году наши библиотеки РБНЦГ устанавливают и внедряют новую программу АСБРК. Это автоматизированная информационная система спецбиблиотеки Республики Казахстан. Все возрастающие информационные потребности незрячих и слабовидящих пользователей требуют от спецбиблиотеки развития новых инновационных технологий. И кто бы в недалеком прошлом мог подумать, что компьютерные технологии, без которых трудно представить современную жизнь, проникнут во все сферы деятельности человека, включая и в нашу спецбиблиотеку для незрячих. Спецбиблиотека для незрячих приобретает тифлокомпьютер с брайлевским дисплеем, который отображает информацию экрана компьютера в рельефно-точечном шрифте Брайля. Сканирующая и читающая машина Сара – это последняя новейшая технология оптического распознания текста. Брайлевский принтер индекс, который осуществляет издание рельефно-точечным шрифтом Брайля. Все операции тифлокомпьютера, сканера, читающей машины брайлевского принтера имеют речевое сопровождение. Также мы создали мобильную библиотеку. Сама мобильная библиотека предоставляет собой обычный стенд, на котором отображены книги. По корешке каждого издания напечатан индивидуальный QR-код. Каждый читатель при помощи своего мобильного устройства может бесплатно скачать понравившееся произведение в электронном виде. Для этого необходимо просто отсканировать QR-код на выбранной книге, воспользовавшись специальным приложением QR-код. В настоящее время перед спецбиблиотекой для незрячих и слабовидящих граждан стоят не только текущие, но и перспективные задачи, которые должны взаимосвязаны и включить в их программу развития спецбиблиотеки. Это внедрение и использование новых информационных технологий, влияние духовного развития незрячего и слабовидящего читателя, оснащение спецбиблиотеки новыми и более еще современными тифлоинформационными техническими средствами, комплектование спецбиблиотеки по запросам читателей, тенденция к расширению стационарных и внестационарных форм библиотечного обслуживания. Так, докладом у меня все. Большое спасибо за внимание. А также можно, пользуясь случаем, моя директор Хамзина Гульстан Гимранна попросила передать вам огромный привет, а также Захарова Елена Васильевна, если вы меня слышите, моя директор вам привет передает, так как вы в Крыму были вместе в 2019 году. Все. Спасибо за внимание. Гульбану Бериковна, спасибо вам большое. Слушая ваш доклад, очень было радостно, что сохранился у вас цех, что трудоустроены инвалиды по зрению, ну и что вы не отстаете от новых информационных технологий, стараетесь, работаете, молодцы. На дальнейшее сотрудничество также надеемся, что будем вместе дополнять работу друг друга.
Следующий наш огненный сосед – это Челябинск. На связи Панин Алексей Станиславович, редактор Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых, кандидат исторических наук «На высоте любви». Доклад называется. Челябинская библиотека для слепых как место этнокультурного диалога. Вам слово, Алексей Станиславович. Спасибо. Меня слышно? Да, вас очень хорошо видно и слышно. Хорошо. Приветствую коллег, выражаю благодарность организаторам конференции и, конечно, поздравляю Башкирскую республиканскую специальную библиотеку для слепых с 85-летием. Наша Челябинская библиотека для слепых немножко помоложе. Нам в прошлом году стукнуло 65 лет, и все эти годы в городе Челябинске мы усиленно работали. Так, это на всякий случай не мое слайд-шоу, а вот я больше по старинке упираю на звук. Библиотека в Челябинске работает со всеми традиционными формами специальных библиотек. У нас есть и книжный фонд брайлевской литературы. Мы активно используем и говорящие книги. Но сегодня коротко хотелось сказать, что библиотека также ищет активные формы выходить за, собственно, библиотечные стены. Уже в силу самой специфики мы так или иначе работаем с местным писательским сообществом. Мы активно пропагандируем книги местных авторов, мы активно используем краеведческую литературу, в том числе книги по литературному краеведению. А в прошлом году, в 2019 году, сотрудники библиотеки приняли участие в работе лаборатории перевода, которая была организована замечательным человеком Ниной Александровной Ягодинцевой при Челябинском институте культуры. Главная задача этой лаборатории, по словам Нины Александровны, это сделать поэзию на национальных языках фактом русской литературы. Челябинск, он находится на перекрестке многих культур. Здесь у нас, кроме русского языка, достаточно распространены такие языки, как, например, башкирский и татарский. Но очень часто поэты, пишущие на национальных языках, мало известны за пределами родного сообщества, за пределами родного города. И преследуя, собственно, учебные цели, лаборатория перевода начала переводить прежде всего татарских и башкирских поэтов. Ну, а сотрудники библиотеки, библиотека преследовала свои задачи. Нам было важно показать, что в городе в области, мы областная библиотека, есть замечательные поэты, которые почему-то мало известны широкой аудитории. Ну и одна из первых поэтесс, один из первых поэтов, которого мы переводили, это как раз был башкирский поэт Сафина Хакимова. Вот для примера, если говорить о тех трудностях, с которыми столкнулись переводчики, можно привести, например, такой случай. Переводы осуществлялись с подстрочников. Казалось бы, это несложно, но даже подстрочник требует знания, если не языка, то национальных особенностей, культуры и много чего другого. Грубо говоря, контекста. Вот среди многих стихотворений, которые прислала Сафина Хакимова, сделала подстрочники, было, например, такое стихотворение, которое называлось «Акман-Тукман». И в подстрочнике было сделано примечание. Не знаю, как перевести. А вот уже здесь приходится думать, уже приходится изучать не только язык, но именно культуру. Переводы были сделаны, и если мы говорим о результатах, то, например, в 2019 году было очень представительное мероприятие, в котором, опять же, принимали участие сотрудники Челябинской библиотеки для слепых. А именно в городе Сыктывкаре, это Коми АССР, был организован семинар молодых переводчиков, которые организовывали Союз писателей России в ноябре как раз 2019 года. На открытии присутствовали координатор Ассоциации писателей Урала, сопредседатель Союза писателей России Александр Керден, секретарь правления Союза писателей Белоруссии, доктор юридических наук Сергей Трохименок, руководитель секции перевода при Союзе писателей России Валерий Латынин, председатель правления регионального отделения Союза писателей России, Союз писателей Республики Коми Елена Козлова. То есть уже перечисление регалий, перечисление мест, откуда прибыли солидные люди, дает возможность понять, что
поэзия местного магнитогорского автора стала известна далеко за пределами и родного города, и даже Челябинской области. Ну а чтобы закрепить начинание, например, библиотека приглашала для выступления Нину Александровну Леготинцеву. Библиотека публиковала сделанные сотрудниками переводы в литературном альманахе, литературный курс. Ну и, собственно, о некоторых подробностях работы, о целях и задачи проекта, который реализовывала библиотека, можно будет прочитать в докладе. А в качестве примера я позволю себе зачитать переводы двух стихотворений Сафины Хакимовой. Стихотворение называется «Красота». Всю жизнь свою искала красоту, стремилась вдаль, преград не замечая, и отыскала там, где я живу, в земле и людях отческого края. Река журчит, и журавли кричат, и дождь роняет капли с тихим стуком, и грозы бьют, как плетью, наугад. Как к красоте внимаю этим звуком. Я вижу красоту в родной степи, в полях под ветром движимых, как море, в неспешном беге вод кизил реки и иве на прибрежном косогоре. И там, где над домами встал рассвет, и ветер тих, блуждая переулком, и там, где буря, помрачая свет, подъемлет волны, завывая гулко, и ночью позднюю, где звездный свет так тих, и ранним утром только солнце встало среди домов и навсегда родных в отрогах гор лесистого Урала. Ее я вижу там, где мамин взгляд, и в очаге домашнем с дымом терпким, и там, где друг, как в детстве, встречи рад, и где объятия родных сомкнулись крепко, и еще в твоих глазах, любимый мой, в твоем лице, сияющем влюбленно, и в детях, что достались нам с тобой, в наследниках, любовью окрыленных. Вот жизнь, как повод восхищенным быть. Есть красота, я вижу, слышу, знаю, и с ней в душе я продолжаю жить в родном краю, иного не желая. И второе стихотворение, вот, которое как раз автор назвал «Акман-Тукман», я его перевел просто «Не зима и не лето». Как повеет весною, ручьи побегут, а за ними беспечными заячьим скоком белый снег и буран, и поземки метут, застилают прогалин открытые окна, но упрямо раскроются окна, ручьи из-под снега журчат с молодецкой отвагой, и дома тянут крыши под солнце лучи, и сугробы, как шапки, отложены на год. Белый снег и капель, и ручьи, и туман, мать с отцом улыбаются этой погоде. Не зима и не лето, но Акман-Тукман, мне пора это внятно и без перевода. Между снегом и солнцем зазор небольшой, но родилась я в это особое время и сроднилась с погодою всею душой. И теперь никогда мое сердце не дремлет, то поет, как ручей, устремляясь вперед, то застынет холодным, тяжелым сугробом. Не весна и не лето, со мною весь год, край родимый со мною в любую погоду. Ну и коротко подытоживая сказанное, я могу сказать, что библиотеки действительно играют свою роль в сближении культур. И там, где мы понимаем, о чем говорит наш сосед, писатель, пишущий на другом языке, чужих не бывает. Спасибо. Спасибо, Алексей Станиславович, за стихотворные такие минутки. Да, такой романтический доклад получился. Спасибо большое. Спасибо. Свердловскую специальную библиотеку особо хочется подчеркнуть, потому что это та библиотека, у которой мы учимся, то ли это тифлокомментирование, то ли это марафоны, то ли это межкультурное сотрудничество. Это тот наш партнер, на которого мы всегда ориентируемся, и поэтому с большим удовольствием сейчас послушаем доклад Садыковой Риммы Гарифулловны, заведующей Центром адаптивного чтения Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. Доклад «Ручная буква» в контексте сохранения культурного наследия народов Урала. Пожалуйста, Римма Гарифулловна. Добрый день. У меня он, к сожалению, не библиотечный сегодня, осталась дома по состоянию здоровья, но тем не менее я очень рада
присоединиться к сегодняшней конференции и от имени Ирины Анатольевны Гельфановой, директора Свердловской областной библиотеки для слепых, хотела бы поздравить с таким торжественным моментом, событием, юбилеем библиотеки башкирской и, конечно же, пожелать процветания вам, вашему коллективу. Ну и сейчас я перейду к моему небольшому докладу. Доклад посвящен нашему проекту «Ручная буква», но, конечно же, необходимо отметить, что Свердловская областная библиотека для слепых, как и многие учреждения культуры Свердловской области, осуществляют важную роль по сохранению культурного наследия народов Урала на территории нашей области. Основной задачей в данном случае является продвижение национальной литературы и доля изданий именно на языках народов России, кроме русского языка. В общем объеме нашего книжного фонда библиотечного составляет 0,25%. Для знакомства читателей с обычаями, с особенностями, с традициями народов Урала библиотека активно использует различные формы работы культурно-досуговой деятельности и, конечно же, организует и народные празднования с мастер-классами, читательские конференции, и показы фильмов с тифлокомментариями, творческие встречи, тифлоэкскурсии и так далее. Вот лишь немногие из тех событий, которые произошли уже в этом году, в 2020-м. Это и благотворительный мастер-класс, он ежегодный, рождественский пряник, который у нас проходит в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Это интерактивные занятия, энциклопедия народного творчества татар из серии занятий «Народное творчество России к столетию Татарстана». Видеолектории, беседы о традиционной народной культуре Урала и беседы о традиционных народных праздниках, интерактивные занятия по адыгейской сказке «Губная гармошка» в рамках культурно-образовательного проекта «Сказки о музыке». Это и семейные кинопоказы, волжские богатыри с тифлокомментариями и многие другие, конечно же, формы работы. Необходимо упомянуть и о ежегодной социокультурной акции «Тифлотурне». В этом году она была посвящена теме «Мордовская книга на Уральской земле», но мы также встречали и башкирскую книгу несколько лет тому назад. В рамках акции библиотека для слепых презентовала книгу рельефно-точечного шрифта «Мордовские сказки» с элементами рельефной графики. Также для социокультурной акции «Тифлотурне. Мордовская книга на Уральской земле» был подготовлен тифлокомментарий Марии Бельковой, нашим тифлокомментатором, к мультфильму «Саба». Основными партнерами нашей библиотеки по формированию уважительного отношения к национальным культурам Урала среди читателей, конечно же, является Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, о котором я уже упоминала, и Свердловский областной краеведческий музей имени Клера. И хотелось бы отметить, что именно сотрудничество с краеведческим музеем длится на протяжении уже нескольких лет, и благодаря плодотворному взаимодействию нашему и заинтересованности, прежде всего, со стороны сотрудников Музея истории и археологии Урала в Свердловской областной библиотеке для слепых реализуется культурно-образовательный проект под названием «Прикосновение к прошлому». Он построен с учетом особенностей восприятия людей с инвалидностью по зрению, различных возрастных групп, это могут быть и дети, молодежь, и взрослые. Направлен он на позитивный опыт знакомства и изучения материальной и художественной культуры Урала и включает в себя, конечно же, и лекции, интерактивные занятия, мастер-класс, как на экспозициях самого музея, так и непосредственно при передвижных выставках в библиотеке. Одна из таких выставок, к примеру, была посвящена каменному веку, Древней Руси и так далее. И реализуя данный проект, у библиотеки и музея возникла идея по проведению некого события, проекта
связанного с необходимостью популяризации не только культурного наследия России, но и сохранения продвижения интересов истории письменности и связанного с годом языков коренных народов мира 2019. В связи с этим у нас возникла идея организации конкурса, который полностью отвечал бы целям. Направлен он был прежде всего, конечно же, на продвижение инклюзивной культуры в Свердловской области и вовлечение участников в творческую деятельность на равных условиях. Я сейчас минуточку постараюсь включить презентацию собственную. Так, все запустилось. Конечно же, в инклюзивной культуре мы были заинтересованы в том, чтобы задействовать людей вне зависимости от возраста, от национальной принадлежности, социального статуса и здоровья. Осенью 2018 года Свердловская областная библиотека для слепых данный конкурс объявила, и изначально это был все-таки областной конкурс, но при подведении итогов конкурс уже нес статус межрегионального. Итоги конкурса были подведены в мае 2019 года. Конкурс решал такие задачи, как создание условий для самовыражения и самореализации людей через творчество, активизация исследовательской творческой деятельности среди пользователей библиотеки и знакомство и изучение истории письменности проявления азбуки. И основными, конечно же, задачами является также популяризация культурного наследия России и сохранение продвижения интересов истории письменности в целом и связанной с историей появления именно славянской азбуки. Участниками конкурса стали у нас 273 человека разного социального положения, как я вам говорила, и национальной принадлежности, и в том числе 96 человек с инвалидностью различных нозологий. На конкурс было представлено 177 работ в 4 номинациях, в каждой из которых выделены 3 возрастных группы – дети, молодежь и взрослые. Участники конкурса – это, собственно говоря, волонтеры, читатели библиотек, студенты, родители, специалисты сферы образования, культуры, социальной защиты населения из разных городов Свердловской области, а также Татарстана и Севастополя. В номинации «Самая ручная буква», либо «Тактильная буква», как мы ее еще называли, было представлено 124 работы, из них 163 участника. В номинации «Зарубежные гости» было представлено 10 работ, и в номинации «Важнее слова не найти» 32 работы, одна из них как раз соответствует нашей сегодняшней тематике обсуждения. Тактильная книга, представляющая слово «мама». Вообще в конкурсе очень много было творческих работ, связанных с этим словом. И вот тактильная книга нам позволяет увидеть, как русское слово «мама» вдруг превращается в национальных языках, дает свое звучание не менее прекрасное, не менее теплое. Все конкурсные работы были выполнены в традиционных техниках декоративно-прикладного искусства, как правило, здесь использовались шитье, вышивка, аппликация, лепка, папье-маше. И, конечно же, можно выделить, что наибольшее количество букв было гласных, певучих звуков. И наибольшее количество слов в номинации «Важнее слова не найти» это были милосердие, добро, семья,
опять же, мамы, которые так или иначе очень важны в любых традициях, да, национальных. Для нас это первые слова, очень важные. Необходимо отметить, что для участия в конкурсе «Ручная буква» не было никаких ограничений абсолютно, и у людей, конечно же, было большое желание принять участие в данном конкурсе. Каждая конкурсная работа у нас оценивалась абсолютно одинаково, и были критерии оценивания, сейчас представлены в моем слайде. Одно из главных критериев оценивания – это, конечно же, было тактильная узнаваемость, прочтение знака и безопасность. Об остальных я уже говорить не буду. 29 мая 2019 года Свердловская областная библиотека для слепых уже торжественно поприветствовала всех участников, выявила победителей данного конкурса. Это всего 36 призеров и победителей из разных городов. Севастополь, Алапаевск, Артемовский, Белоярский, Березовский, Верхотурье, Екатеринбург, Камышлов. Достаточно много, я не буду их все перечислять, но и в заключение просто хочу добавить, что в рамках проекта «Прикосновение к прошлому» и в продолжении темы истории письменности наши конкурсные работы до сих пор ездят по Свердловской области уже в рамках тактильной выставки и вызывают интерес читателей не только Свердловской областной библиотеки для слепых. На этом мой небольшой доклад я заканчиваю. Спасибо большое. Спасибо вам, Римма Гарифулловна. Несмотря на дистанционный формат работы, вы вышли на нашу конференцию и огласили свой опыт. Спасибо большое, Римма Гарифулловна. Берегите себя. И в очередной раз у нас на связи Казахстан. Тулигенов Максат Амантаевич, библиотекарь Актюбинской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, с докладом «Роль библиотеки в жизни незрячих». Добрый день, уважаемые коллеги. Всех приветствую. Я очень рад присутствовать на данной конференции и предлагаю к вашему вниманию доклад «Роль библиотеки в жизни незрячих». В 21 веке для нас интернет и усовершенствованные гаджеты стали источником общения и информации, а также площадкой для знакомства и развлечения. Время технологий диктует свои тенденции, а мы следуем этим правилам. Сложно представить жизнь современного человека без интернета, компьютера и мобильных телефонов. Один клик на кнопку позволяет без утраты большого времени найти нужную нам информацию. В настоящее время, к большому сожалению, библиотеки вызывают малый интерес у граждан. Но, несмотря на это, библиотека была и остается информационным центром. И в нашей библиотеке проводится много культурных массовых мероприятий. Хочу уточнить, что наша страна тоже является многонациональной. В нашей стране живут свыше 130 наций. И в целях укрепления дружбы, например, на 1 мая, на День единства народов Казахстана, мы приглашаем одну из диаспор, где на данном мероприятии они приходят в своих традиционных одеждах, играют на своих инструментах, кто-то приносит свои блюда традиционные, рассказывает о своих обычаях, традициях. Также на наш национальный праздник Наурыз мы накрываем дастархан, угощаем своими традиционными блюдами, это наурыз, куже, баурсаками. Также на День Масленицы мы проводим такое мини-библиокафе, которое называется «Быстро и вкусно», где мы приглашаем преподавателей из лицея кулинарии
и там они рассказывают рецепты разных стран. Ну и после чего следует чаепитие. Роль библиотеки в жизни незрячих одна из важных. И для расширения читательской аудитории в будущем предполагается приобрести такие новейшие тифлотехнические средства, которые помогут лицам с особыми потребностями расширять свой кругозор, развиваться в культурном плане и читать разную литературу. Например, читальная машина Claire Reader. Это тифлотехническое средство, предназначенное для незрячих и слабовидящих граждан, представляющее собой автономное сканирующее устройство, оснащенное внутренними камерой и переноской, и ручкой для переноски устройства, имеющее возможность подключения к брайлевскому дисплею и монитору. Читающая машина Claire Reader, она проста в использовании, не требует особых технических навыков и предназначена для чтения и прослушивания незрячими и слабовидящими пользователями любых печатных материалов, включая книги, газеты, журналы или другие плоскопечатные материалы. Также она воспроизводит внятным, четким голосом диктора при помощи синтезатора речи на казахском, русском и на английском языках. Следующее тифлотехническое средство – это портативный компьютер L-Braille, представляющее собой портативное устройство, предназначенное для пользователей с полной или частичной потерей зрения, а также с одновременной потерей зрения и слуха. Ввод и вывод шрифта осуществляется рельефно-точным шрифтом. Также наряду с этим используется голосовое сопровождение. Помимо специализированного программного обеспечения, данное устройство позволяет использовать функционал операционной системы Windows, включая сторонние приложения, которые доступны для программного обеспечения экранного доступа JOYS, Virgo, а также других озвученных говорящих программ. Также она имеет дополнительный системный динамик с вибросигналом для индикации начала зарядки, которая предназначена для слепоглухонемых. Также хочу сказать следующее о тифлотехническом средстве. Это Tiflo Flash Player, является тифлотехническим средством в реабилитации незрячих и слабовидящих пользователей. Она предназначена для прослушивания и чтения говорящих книг, записанных в формате MP3 и DAISY. Также есть возможность подключения, прослушивания и чтения аудиокниг, записанных на флеш-картах и USB флеш-накопителях. Tiflo Flash Player выполняет следующие функции: озвученную перемотку в пределах всей книги в прямом и в обратном направлениях. Есть возможность устанавливать электронные закладки. Также еще есть одна функция – это речевая навигация по всей книге, закладкам и фрагментам книги, а также по авторам и названию самой книги. Благодарю всех за внимание. На этом у меня все. Надеюсь, было интересно. Да, спасибо, Максат Амантаевич. Какое красивое имя у вас, Максат. Да, было очень интересно, особенно от нашей категории услышать такой интересный опыт.
не со слов просто библиотекаря, а вот именно от слов нашей категории, который на деле уже опробовал формат работы и нам про это рассказал. Спасибо большое. Сейчас... Да, еще раз спасибо. Дорогие коллеги, у нас остается буквально 2 доклада. Это наш регион, Республика Башкортостан. Мы хотим вам представить 2 доклада наших самых продвинутых лидеров среди 63 централизованных библиотечных систем с их опытом работы по обслуживанию именно людей с ограниченными возможностями. Это директор Асфендиярова Альфия Рашитовна, директор централизованной библиотечной системы городского округа города Стерлитамак с докладом «Роль современной городской библиотеки в формировании условий для межкультурного диалога в инклюзивной среде». Альфия Рашитовна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я рада всех приветствовать из города Стерлитамака и очень приятно поздравить сегодня Республиканскую библиотеку для слепых с замечательным юбилеем и выразить благодарность за возможность участия в такой интересной международной конференции. Очень интересно было узнать о той разнообразной работе, которую проводят библиотеки для слепых, и не только в России. И хотелось бы немного рассказать о деятельности общедоступных библиотек в этом направлении. Разрешите мне включить презентацию. Так, да. Так, сейчас, минуточку, простите уж, пожалуйста. Приоритетным направлением деятельности библиотек, общедоступных библиотек сегодня, конечно, тоже становится организация инклюзивной среды. Она создается с целью предоставления равных возможностей для получения услуг в сфере культуры для всех граждан России и прежде всего для включения людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь страны наравне с людьми, которые не имеют таких особенностей. Долгое время инвалиды считались объектами сугубо социальной, медицинской помощи, либо в крайнем случае субъектами специальных учреждений, подобных библиотеке для слепых. Но сейчас мы признаем, что причиной трудностей инвалидов во многом прежде всего следует рассматривать в плоскости социальных отношений. И, конечно, сегодня это в связи с культурными барьерами. Поэтому создание инклюзивного социально-культурного пространства необходимо не только для соблюдения прав инвалидов, но прежде всего даже, я бы сказала сегодня, для воспитания толерантного отношения друг к другу людей в обществе. И для безбарьерного общения и взаимодействия людей на основе равных диалоговых позиций. Людей с ограниченными возможностями здоровья и без таковых. Разных конфессий, национальностей, разного пола, возраста, достатка и вероисповедания. И как же можно организовать такое общение? Хотелось бы показать вот на примере работы муниципальных библиотек Стерлитамака, где мы стараемся расширить коммуникативный опыт взаимодействия разных социальных групп при создании различных межкультурных, межэтнических проектов и, конечно, в том числе инклюзивных, направленных на продвижение идей толерантности и уважительного, терпимого отношения друг к другу. Объединяющая роль искусства в этом направлении, конечно, неоспорима, потому одним из самых удачных примеров формирования условий для такой толерантной среды стал проект, о котором я хотела бы сегодня как раз рассказать. Он реализован в муниципальной библиотеке искусств. Это проект создания инклюзивной театральной студии-мастерской и направлен на формирование условий для межкультурного диалога в инклюзивной среде. Люди с ограничениями по здоровью и без таковых помогают друг другу успешно пройти адаптацию в совместной группе, необычной для каждого участника проекта социальных условиях. И помогают друг другу адаптироваться друг к другу в ходе работы над общим культурным продуктом, вот которыми стали в нашем случае аудиоспектакли по мотивам повести Мустая Карима
«Долгое-долгое детство» и по мотивам сказок народов Башкортостана. В театральной мастерской проводятся индивидуальные и совместные тренинги по сценической речи, пластике, основам актерского мастерства, что, с одной стороны, однозначно благоприятно влияет, конечно, и на физическое, и на моральное самочувствие всех участников, и на общее развитие этих участников нашей инклюзивной мастерской, но также позволяет вести разумный индивидуальный подход при разнообразии запросов. Кроме того, участники проекта ведут кропотливую и глубокую работу над текстами с точки зрения культурологического и филологического анализа. Образы, слова, понятия, которые почему-то по каким-то причинам могли быть неизвестны, ввиду отсутствия их в универсальном словарном запасе, обиходе, разъясняются, приглашаются специалисты, растолковываются, вводятся в активный словарный запас, что, естественно, расширяет и культурный кругозор всех участников и формирует вот такие неуловимые ментальные связи, которые становятся базой для взаимодействия на основе диалога культур. Каждый участник проекта может по своему желанию предложить для работы свою любимую сказку, например. В случае проекта, этот второй проект у нас еще не завершен, еще аудиоспектакль не закончен, как бы сказать, не завершился и не вышел в общий доступ, но проект продолжается. И вот такой проект изменяет отношение здоровых людей к тем, кто имеет особенности в здоровье, и особенных людей к себе и к обычным людям, с одной стороны. Вот, и поэтому важно это для нас, вот, для общедоступной библиотеки, формирование вот такой базы и основы для развития культурного плюрализма и поддержки этнокультурного разнообразия. Дать возможность раскрыть и реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, невзирая ни на какие отличия ни в возрасте, ни в особенностях здоровья или в принадлежности к какому-то этносу. Вот цель нашей работы. Естественно, мы стараемся предложить возможность всем выступить со своими творческими начинаниями, а также получить возможность и пообщаться на тему литературных текстов. Выставочное пространство библиотеки – это один из прекрасных способов межкультурного диалога в инклюзивной среде. И вот занятия прикладным искусством уже сами по себе приводят, конечно, к определенному эффекту. А организация библиотеки выставок, работав членов различных обществ инвалидов, оно, конечно, повышает самооценку и социальную значимость людей-инвалидов в культурной жизни общества. И также, конечно, декоративно-прикладное творчество часто связано с фольклорными мотивами и создает базу для приобщения к культурным традициям различных этносов. Безусловно, непростой, важный, необходимой составляющей для формирования условий инклюзивного пространства является организация доступной среды. В Стерлитамаке она решается с помощью целенаправленно, с помощью программно-планового подхода при финансировании городского бюджета, а также при участии в различного рода грантах. В частности, в конкурсе на предоставление субсидий по республиканской программе «Доступная среда» в Республике Башкортостан, что в прошлом году, например, дало нам возможность адаптировать библиотеки к нуждам инвалидов разных инвалидов, разных групп, в 3 библиотеках. И на данный момент у нас сейчас из 13 библиотек городских адаптировано к нуждам инвалидов более половины, 8. Здесь есть и пандусы, здесь есть и различные устройства для слепых, слабовидящих и для глухих, а также условия для, в том числе и санитарно-технические комнаты, тоже оборудованы для нужд инвалидов. Поэтому вот это, да, создает условия для реализации новых проектов, и не только для взрослых, но и для детей. И именно таким становится для нас проект по созданию в Стерлитамаке на базе одной из библиотек
лаборатории, творческой лаборатории «Мастерская сказки». Этот проект реализуется на средства Фонда президентских грантов Российской Федерации. И он направлен на популяризацию культурного наследия народов Башкортостана среди детей. Один из залов библиотеки, общедоступной библиотеки, будет преобразован в креативное арт-пространство для организации досуга детей и подростков, в том числе с особенными возможностями здоровья. Здесь будет сочетаться использование современных технологий с созданием условий по сохранению народных традиций. С помощью интерактивных экскурсий, развивающих занятий по вдумчивому чтению книг, литературному, декоративно-прикладному творчеству и 3D-моделированию и анимации, на базе библиотеки будут созданы условия для интересного, полезного досуга детей. Причем в инклюзивной, опять же, повторюсь, среде. Это, безусловно, будет содействовать популяризации чтения, особенно фольклорных произведений. Этот проект еще на стадии только реализации. Я вот хотела бы вам показать один из образов, который готовится сейчас к библиотеке. И один из уголков, вернее, этого зала, этой библиотеки. И именно вот в этом зале будут проходить инклюзивные занятия, тоже будут приспособлены эти залы для всех групп инвалидов. И обычные дети вместе с особенными будут заниматься совместным творчеством, что, конечно, мы надеемся, будет способствовать сплочению детей и воспитанию толерантного отношения. Вот реализуя подобные проекты, которых, в принципе, немало, но вот о двух я вам рассказала, современная городская библиотека, я думаю, может стать центром по сохранению, с одной стороны, этнических культурных традиций, что может привести к сохранению межнационального согласия в обществе, воспитанию толерантного отношения друг к другу, а с другой стороны, и как самая демократичная культурная институция, библиотека, конечно, сейчас становится неизменно и незаменимой открытой общественной площадкой для безбарьерной, в самом широком смысле слова среды, удовлетворения культурных потребностей и запросов разных групп читателей, в том числе с особенными потребностями. И таким образом содействует формированию в обществе толерантности и доброго отношения друг к другу. Спасибо. Альфия Рашидовна, вам спасибо. Как всегда, яркая презентация, яркие форматы работы. Спасибо большое, Альфия Рашидовна. Спасибо. Ну и наше самое крайнее выступление – это Альфия Кайдусовна. Мы вам оставили напоследок самое вкусное. Альфия Кайдусовна в этом году герой. Она первооткрыватель библиотек нового поколения в нашей республике. Несмотря на условия повышенной готовности к эпидемии, несмотря вот на все эти ситуации с болезнями, она очень стойко выдержала все аукционы, осуществила закупки и открыла очень яркую, очень многофункциональную библиотеку в поселке Кандры. И сейчас нам расскажет про это и как они будут работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Вам слово, Альфия Кайдусовна. Добрый день участникам научно-практической онлайн-конференции. Альфия Рафаиловна, вас с юбилеем вашей библиотеки и также поздравляю с присвоением звания нашего земляка Макарима Хусаиновича Тухватшина. Беспрепятственный доступ к информации и знаниям сегодня становится основой качества жизни всех социальных групп населения. Как открытый социальный институт, библиотеки должны учитывать потребности людей, имеющих ограничения движения, зрения, слуха, другие виды ограничений. Залогом эффективной и успешной деятельности в этой сфере является взаимодействие, совместные усилия и сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами. Это местное отделение Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых, Советом ветеранов Туймазинского района, отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями, коррекционными образовательными учреждениями, клубом ветеранов «Живая история». Всего библиотек в Туймазинском районе 41, 8 в городе и 33 в селе.
Ежегодно библиотеками проводится более 800 мероприятий для незрячих и слабовидящих. Активную работу с пользователями, имеющими ограничения в здоровье, ведут работники отдела обслуживания Центральной библиотеки в рамках программы «Без барьера», используя нестационарные формы работы. Это надомный абонемент. Сотрудники Центра правовой информации организуют надомное обучение компьютерной грамотности и навыкам пользования интернетом, а также сейчас очень интересно пользованием телефонами сенсорными. С 2011 года на базе Центральной библиотеки работает библиотечный пункт Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусайновича Тухватшина. Слабовидящие и незрячие люди получают во временное пользование специальные виды изданий на дисках, на флеш-картах. Библиотеки выписывают также специальные периодические издания, ежемесячный литературно-художественный журнал «Литературное чтение», ежемесячный журнал «Школьный вестник», «Наша жизнь» и газету «Надежда». С 2014 года в рамках проекта «Поддержка и развитие чтения среди социально незащищенных категорий жителей села», живущих в отдаленных населенных пунктах и в селах, где нет стационарных библиотек, обслуживает библиобус, оснащенный тифломагнитофоном для прослушивания говорящих книг. В рамках этого проекта проводятся выездные мероприятия. Библиотекари библиобуса обслуживают сельских жителей с ограниченными возможностями здоровья на дому. Сайт межпоселенческой центральной библиотеки адаптирован для людей с проблемами зрения. Регулируется размер шрифта и цвет фона сайта. Там размещен раздел слабовидящим и незрячим со списком сайтов, полезных для инвалидов по зрению, а также перечень говорящих книг, имеющихся в фондах библиотек. Также имеется ссылка на сайт Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина. В 2018 году совместно с благотворительным фондом ветеранов боевых действий «Эра» реализован проект создания тифлоцентров на базе общедоступных библиотек муниципального района Таймазинский район. Этот проект – победитель конкурса грантов президента Российской Федерации. Тифлоцентры на базе 3 библиотек оснащены специализированной компьютерной техникой на сумму 450 тысяч рублей. Это компьютеры с голосовой программой для работы с документами и в сети интернет, а также портативные сканеры и читающие машины. В тифлоцентрах проводятся индивидуальные обучающие занятия, во время которых библиотекари доступно объясняют, как работать на специализированном оборудовании. Тифлоцентры востребованы читателями с ослабленным зрением. Одни приходят в библиотеку за необходимой информацией, другие, чтобы провести досуг, пообщаться, выбрать интересную книгу и воспользоваться интернет-ресурсами. Работая в данном направлении, библиотеки реализуют главный принцип библиотечного обслуживания – равный доступ к информации и получение полного спектра библиотечных услуг. В библиотеках для пользователей с ограниченными возможностями проводятся музыкально-поэтические вечера, литературно-театральные вечера, литературные гиды, вечера отдыха, часы доброго общения, акции к Международному дню инвалидов, дни добра, дни милосердия. Библиотеки вовлекают детей с ограниченными возможностями здоровья в массовые мероприятия наравне с их здоровыми сверстниками, сотрудничают со специализированными образовательными учреждениями района. Центральная библиотека на протяжении нескольких лет активно сотрудничает с детским садом компенсирующего вида, воспитанники которого дети с проблемами зрения, постоянные участники библиотечных мероприятий для детей. Центральная детская юношеская модельная библиотека около 30 лет сотрудничает со специальной школой-интернатом 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья, Центром дистанционного образования детей-инвалидов на дому. Воспитанники этих учреждений – постоянные участники крупномасштабных мероприятий, «Библионочь», ежегодного муниципального фестиваля детской книги и чтения «Вместе с книгой мы растем». С 2014 года в детской библиотеке реализуется программа «Шаг навстречу» по работе с пользователями, детьми с ограничениями
здоровья. Мероприятие проводится также в рамках реализации проекта «Библиотерапия», направленного на социальную адаптацию детей с ограничениями в здоровье. Туймазинские библиотекари предлагают детям с ограниченными возможностями участия в ежегодных республиканских творческих конкурсах, которые организуют специалисты Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина. Ежегодно наши участники получают призовые места и благодарственные письма. Серафимовские библиотеки сотрудничают с детским домом-интернатом для умственно отсталых детей. Воспитатели, методисты обращаются в библиотеку за методической литературой, детскими книгами, сценариями для проведения мероприятий с учетом особенностей развития воспитанников. В 2018 году на базе Центральной детско-юношеской модельной библиотеки состоялся семинар «Тифлосессия. Доступность муниципальных библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности по созданию доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья», организованной Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых имени Тухватшина. В работе семинара приняли участие библиотечные работники Западной зоны Республики Башкортостан. Все слушатели получили сертификаты участника тифлосессии. Уважаемые коллеги, хочу представить реальный пример организации доступной безбарьерной среды. Это Кангринская сельская детская модельная библиотека. В этом году в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» Кангринская сельская детская библиотека приобрела статус модельной и стала библиотекой нового поколения. В библиотеке создано современное многофункциональное библиотечное пространство в соответствии с требованием цифровой эпохи, современными интерактивными технологиями, интерактивный стол, интерактивный пол с шумными и тихими зонами. После модернизации появились новые зоны, электронный читальный зал, творческая лаборатория, молодежная территория, литературно-краеведческая гостиная. Теперь это библиотека, динамичная площадка и современный культурный центр для детей и взрослых, в котором комфортно читать, отдыхать, познавать новое, активно общаться, встречаться с интересными людьми, участвовать в социальных проектах. Людям с ограниченными возможностями здоровья обеспечен полноценный доступ в библиотеку, широкие дверные проемы, оборудованный санузел, навигация по библиотеке, установлена тактильная мнемосхема, бегущая строка. В тифлоцентре, помимо имеющегося специального компьютерного оборудования, появилось устройство для чтения говорящих книг «Тифлошплеер». Для библиотеки приобретена литература специального формата «Тактильные книги». Библиотека – это окно в большой мир. Для незрячего это может быть единственное окно. Библиотека предоставляет людям с особыми потребностями не только доступ к информации, возможность содержательно провести свой доступ, найти круг общения, но и ощутить себя равноправными членами общества. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Альфия Кайдусовна. Не менее ярче у вас презентация, чем у Стерлитамака, но такая прям эксклюзивная работа, как всегда. Гордимся вашей работой. И вот на международном уровне, не стыдно ведь за республику. Ну и, конечно же, есть, без ложной скромности скажу, и наша заслуга, ну и, конечно же, на 99% ваша личная заслуга, Альфия Кайдусовна, на то, что как поставлена работа и как обслуживается население. Спасибо большое. Итак, участники конференции, на этой прекрасной ноте мы завершаем сегодня нашу конференцию. Мы выслушали 17 докладов, приветственных слов, поздравлений к нашему юбилею. Конференция прошла на ура. Да, в онлайн-формате были некоторые заминочки, но как должно оно быть, мы знаем сами, да, мы просмотрели презентации. Обязательно по итогам конференции будет
сборник докладов и обязательно будет резолюция конференции. Мы каждому участнику отправим. Если кто-то, вот как Парвиз Саидович, хочет поделиться своими презентациями, нам высылайте, мы их разошлем по участникам. Рима Аскаровна, вам отдельное огромное спасибо и за доклад, и за участие. Всем всего доброго, до следующих встреч, дорогие коллеги, всем до свидания.